Уважаемые коллеги, добрый день. Надеюсь, что всем очень хорошо видно, всем очень хорошо слышно. Поэтому мы рады приветствовать каждого из вас из стен нашего Института развития образования. В чате уже очень хорошо видны ваши слова приветствия, и мы благодарим каждого из вас за то, что вы так очень деликатно относитесь друг к другу и желаете всего самого доброго, самого хорошего. Это, правда, очень приятно читать, и спасибо вам огромное за то, что вы присылаете слова благодарности из разных дошкольных образовательных организаций, которые расположены в самых красивых наших уголках Республики Коми. И это, правда, очень приятно, потому что многих из вас мы знаем, и со многими мы лично знакомы. И я думаю, что сейчас все те, кто находится по ту сторону экрана, они точно так же могут улыбнуться, и, соответственно, мы как бы увидим все ваши улыбки. И, милые коллеги, очень приятно, и я думаю, что мы уже будем начинать. Но сначала скажите, пожалуйста, что... Не скажите, вернее, прошу прощения. Сначала мне бы хотелось поздравить каждого из вас с тем праздником, который есть сегодня, потому что сегодня день всех Татьян и, соответственно, всех моих тезок. Я поздравляю от всей души с этим великолепным праздником. Желаю, чтобы ваши ангелы-хранители всегда были рядом с вами, и чтобы вы всегда были такими же интересными, харизматичными, вот такими, какими качествами, характеристиками наделяет нас это имя. И, конечно же, всех студентов мы поздравляем с Днем российского студенчества и всех тех, кто сегодня с нами, потому что с каждой минутой, с каждой секундой количество участников увеличивается на нашем сегодняшнем мероприятии. Мы поздравляем вас всех с тем, что вы всегда желаете идти в ногу со временем и всегда желаете чему-то новому научаться. Ну и два события, которые у нас произошли в нашей образовательной такой сфере на сегодняшний день. Первое событие – это начался всероссийский конкурс «Учитель года». Поэтому, уважаемые коллеги, нашу республику представляет учитель истории и обществознания Наталья Петухова из поселка Визендор Сысольского района. Поэтому мысленно, пожалуйста, все поддержите, пожелайте удачи представителю Республики Коми. И, соответственно, мы желаем Наталье Петуховой очень удачного выступления на всероссийском конкурсе «Учитель года», который будет идти до 3 февраля. Ну и второе образовательное событие, о котором мы узнали сегодня. Мы знаем, что в городе Усинске стартовал муниципальный этап профессионального конкурса «Педагог года», где принимают участие как учителя, как педагоги дополнительного образования, так и воспитатели дошкольных образовательных организаций города Усинска. Поэтому Усинску мы желаем, усинским коллегам мы желаем, чтобы ваши представители, мы знаем, что это и 7-й детский сад, и 20-й детский сад, и 10-й детский сад, наши инновационные площадки, чтобы ваши представители выступили очень достойно и сумели донести до профессионального сообщества именно то самое ценное, что есть у каждого из них. Поэтому такие два образовательных события. Ну и третье образовательное событие, оно идет в настоящий момент. Наш победитель конкурса Екатерина Михайловна Костина проходит стажировку для участия во всероссийском конкурсе «Воспитатель года», который будет проходить в городе Перми с 10 по 14 февраля. Поэтому, дорогие коллеги, тоже мысленно просим вашей поддержки в эти даты. Все самые добрые, светлые мысли, пожалуйста, направляйте в нашу сторону, в сторону нашего победителя. И, соответственно, мы также пожелаем, чтобы все сложилось с профессиональной точки зрения как нельзя лучше. Ну, уважаемые коллеги, мы начинаем. И, соответственно, все те, кто хотел, уже пришли, уже здесь, уже на месте. И, соответственно, сегодня тема нашего с вами профессионального разговора, как она была и заявлена в рамках нашей открытой онлайн-школы, мы сегодня с вами будем говорить про среду. Про то, как ее проектировать в соответствии с интересами, потребностями детей и, соответственно, про все те современные направления создания предметной среды, предметно-пространственной среды. Вот об этом сколько успеем сегодня поговорим, потому что обычно у нас этому посвящаются большие достаточно курсы с проектированием, с анализом, с оценкой той среды, которая есть в группе, чтобы помочь как-то предметно преобразовать эту
среду. Но самое основное, я думаю, что мне удастся до вас донести, и мне бы очень хотелось, чтобы после сегодняшней нашей встречи, конечно, вы задумались, вы посмотрели немножко иначе на ту среду, в которой живут ваши воспитанники. Поэтому среда как третий педагог, и давайте посмотрим, что у нас, какую смысловую нагрузку несет именно это понятие. Я думаю, что вы слышали очень часто, и мы раньше тоже с вами говорили на предыдущих встречах о том, что очень многие сегодня современные исследователи дошкольного детства, они как раз говорят о том, что среда является третьим педагогом. Естественно, встает вопрос, почему третий, а кто первый, кто второй педагоги, да, и почему среда именно третий педагог? Однозначного ответа на это тоже нет, потому что первым педагогом может считаться родитель, вторым педагогом может считаться воспитатель, и, соответственно, третьим педагогом тогда будет среда, в которой живут дети. Но есть другая точка зрения, что в детском саду первые два педагога – это именно те взрослые, которые находятся рядом с ребенком. Если это один воспитатель, который работает в течение дня, и младший воспитатель, значит, это два педагога. Но и все, что создано для детей – это третий педагог. Поэтому разные такие позиции. Вы можете поразмышлять, порассуждать и как бы сами найти ответ на этот вопрос. Но мы с вами будем акцентировать внимание именно на том, почему же среда является третьим педагогом. То есть тем, кто воспитывает, тем, кто развивает, тем, кто, хотите такое слово, как обучает, да, поэтому вот с этих позиций. Ну и, соответственно, здесь представлено у вас тоже два подхода на слайде, которые вы видите, что они связаны именно с психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Естественно, что ребенок как деятель, и ему легче действовать, нежели чем слушать и слышать другого, поэтому, соответственно, есть такой подход в создании умной среды, которая бы без помощи взрослого сама бы развивала ребенка и давала ему то, что необходимо в соответствии с его уровнем развития и с его потребностями. Но я думаю, что на слайде, в принципе, представлены такие позиции. И, конечно, мы с вами говорили в самой нашей первой встрече о солирующей педагогике, если вы помните, да? И вот если мы отказываемся от солирующей педагогики, то есть от той педагогики, когда взрослый всегда ведет детей за собой в любом моменте, в любом режимном моменте, в любом моменте образовательной деятельности, то, конечно, здесь акцент следует именно перенести на предметную среду. Но, уважаемые коллеги, вот кто у нас пишет, кто у нас обращается, я вижу в чате, что есть какие-то проблемы с трансляцией. У нас все хорошо, поэтому, пожалуйста, просто перезагрузите свою страницу, либо зайдите с нового браузера на наше мероприятие по ссылочке. Поэтому я думаю, что все в порядке, вы можете откликнуться. Но вот, в принципе, Наталья Ивановна уже пишет, что все хорошо. Поэтому я думаю, что эта проблема есть именно со связью у участников. Ну и еще один момент, который тоже достаточно давно известен, и я сейчас скажу вам больше. Более того, у нас очень долгое время бытовало такое мнение, что среда должна делаться в каждой группе в соответствии с возрастными особенностями детей. Я вам скажу на сегодняшний день так, что, наверное, уже года 3-4 этот постулат не действует. Возможно, вы будете удивлены, но пока просто примите это как вот информацию к размышлению. Почему? Потому что есть дети с разным уровнем развития, находящиеся в одном возрасте. И, соответственно, если мы будем ориентироваться только на возрастные возможности детей, то мы никогда не сможем сделать зону ближайшего развития для ребенка. И вот есть такие три момента, которые характеризуют современную среду. И когда мы говорим о зоне ближайшего развития ребенка, которую может создавать как взрослый, который взаимодействует с ребенком, так может это делать и среда. И вот смотрите, три характеристики, которые должны быть на сегодняшний день. То есть среда, она должна быть насыщенной, то есть всего должно быть много для того, чтобы иметь право выбора. Это я пока так очень кратко вам говорю. Она должна быть избыточно богатой, то есть предполагать много вариантов одного и того же оборудования, либо одного и того же вида материалов. Вы потом увидите, когда мы с вами будем говорить. Ну и, соответственно, среда должна быть такой, чтобы она позволяла свободное творческое действие. Свободное творческое действие возможно только тогда, когда есть пространство. Свободное творчество, и причем и по горизонтали, и по вертикали, и по диагонали желательно еще, да? Свободное творческое действие, когда есть достаточное количество
времени, когда ты можешь творить. Вот когда как бы 3 такие характеристики, они присущи современной среде, и это не имеет отношения пока, ну, к какому-то конкретному возрасту. Это можно отнести и к раннему возрасту, это можно отнести и к старшему дошкольному возрасту. Но пока как бы вот о таких моментах, о которых на сегодняшний день у нас говорит свое профессиональное сообщество. Очень приятно, коллеги, что вы приветствуете всех, мы тоже всех приветствуем, но мы уже как бы начали разговор, поэтому простите, если я не буду никак откликаться на ваши приветствия и, соответственно, буду двигаться дальше. Ну и вот тот рецепт развивающей среды, о котором мы тоже с вами уже говорили. Я специально вынесла ту информацию, о которой у нас уже с вами шла речь на предыдущих наших встречах. Поэтому вот если коротко, то смотрите, каким может быть рецепт развивающей среды. То есть той, которая ориентирована на зону ближайшего развития ребенка, да, и которая как бы обучает, воспитывает и развивает ребенка без помощи взрослого. Но кто создает среду? Естественно, взрослый создает среду, да. Но такое непрямое, не директивное влияние на развитие ребенка, вот каким образом может быть опосредовано. И вот рецепт, он перед вами. Мы еще раз вернемся к нему потом в конце нашего профессионального разговора. Я думаю, что многие вопросы, они будут у вас сняты. Но пока вы можете посмотреть на среду своих групп, на среду своего детского сада, потому что если дети и традиции в вашем детском саду такие, что дети выходят за пределы своей группы, я пока не беру вот ограничительные меры, которые у нас сейчас действуют. Сколько они будут действовать, это неизвестно. Может быть, мы и останемся с вами так, когда дети будут находиться только в пределах одной группы. Но мы пока расширим это все, да, и возьмем как бы такую идею, что дети все-таки могут перемещаться по детскому саду и, соответственно, могут пользоваться теми помещениями, которые есть в детском саду. И вот если эти помещения, они у вас свободны, вернее, открыты для свободного доступа детей, вот все, что вы видите, это относится и к таким точно помещениям. Это могут быть холлы, это могут быть другие пространства, потому что, например, наши новые детские сады, новостройки, они обладают очень большими коридорными пространствами. Очень много таких, знаете, закуточков, где можно делать целые интересные центры интересов, чего нет, например, в зданиях старой постройки. Но давайте мы пока будем рассматривать с вами группу и, соответственно, вот что должно быть в этой среде для детей. Ну, во-первых, очень много полифункциональных предметов, я бы так сказала. Здесь сразу возьмите тоже для себя за постулат и можете ответить себе на вопрос, чем вредны готовые игрушки. То есть те игрушки, которые несут в себе определенный образ, те игрушки, которые несут в себе определенную функцию, да, определенное назначение. Вот это такая категория готовых игрушек. Чем они вредны для развития ребенка? Как бы вы можете размышлять, рассуждать. Это совсем противовес тому, о чем и какую функцию несут многофункциональные игрушки, которые могут превращаться во что угодно. Еще раз хочу, дорогие коллеги, повторить, что это не зависит от возраста. Это и для ребенка 2 лет, и для ребенка 7 лет. И, соответственно, вот много полифункциональных игрушек, много места для разворачивания этой игры с этими материалами, игрушками и так далее. Это тот взрослый, который в любой момент по зову ли ребенка, по тому, что он видит, что необходимо как-то обогатить детскую игру или, возможно, просто подтолкнуть детей в нужном направлении. Это вот первая такая составляющая, наверное, этого рецепта. Дальше, много кубиков должно быть. Какие это кубики? Я думаю, что мы обязательно с вами поговорим. Почему именно кубики? Потому что из них очень много, очень быстро можно сооружать постройки, самые разнообразные, высокие, те постройки, которые будут большими. Большими – это значит выше роста самого ребенка. Много разных привлекательных математических игр, которые позволяют ребенку считать, измерять, действовать каким-то образом, да, то есть измерять тот мир, который находится вокруг него. Много разных книг, в которые можно всегда заглянуть, чтобы
почерпнуть любую информацию, которая нужна ребенку. Ну и среда делается вместе с детьми. Конечно, у детей раннего возраста вы не будете спрашивать, где делать уголок уединения, либо уютный уголок, да, но вы можете просто понаблюдать за ними, и это будет очень хорошо видно. Поэтому вот такой рецепт развивающей среды, мы с вами говорили на первой или на второй встрече как раз об этом, но теперь немножко поподробнее о том, как же проектировать, что ставить во главу угла, поэтому вот разные такие моменты. Но еще хочу сказать о той отправной точке, которая послужила вот всем этим преобразованиям, потому что и вы сейчас думаете, и, возможно, потом посмотрите на среду своего детского сада, возможно, вы и сейчас считаете, что у вас замечательные группы, что у вас все в детском саду есть, но мы с вами давайте договоримся сразу, что мы смотрим сейчас не своими глазами, да, не глазами взрослого человека, а мы смотрим именно с позиции того, хорошо ли от этого ребенку, и есть ли то, что нужно для развития ребенка в нашей предметной среде. И вот к этому нас подтолкнул именно 2016 год. Я тоже вам уже об этом говорила, когда в Российской Федерации началась оценка качества дошкольного образования в соответствии с международным таким инструментом оценки качества дошкольного образования, это шкалами Эккерс. Потому что этому инструменту уже более 30 лет, и он достаточно валидный, то есть надежный. И вот когда мы провели оценку качества дошкольного образования, которая включала в себя оценку присмотра и ухода за детьми, оценку эмоционального благополучия детей, да, мы, как бы вся Российская Федерация, она пришла к такому выводу, это были достаточно достоверные показания, что качество дошкольного образования в 2016, 2017, 2018 году находится на уровне 3,5 балла. А максимальная оценка качества дошкольного образования – это 7 баллов. То есть вот те годы, 4-5 лет назад, они нас подтолкнули к тому, что что-то у нас не то происходит в наших детских садах. Почему? Потому что вот если мы говорим о международной практике, то нашим детям не создаются все условия для их собственного развития. И, соответственно, чтобы, ну, кто не знаком со шкалами Эккерс, чтобы вы могли просто увидеть, что оценивалось по этим шкалам Эккерс, и почему такие поворотные точки пошли, и уже на протяжении там 4-5 лет все, ну, прогрессивное дошкольное сообщество, оно как раз говорит вот об этих вещах. И я вам на самой первой нашей встрече тоже говорила, что мне бы хотелось, вернее, прошу прощения, не лично мне, а нам бы хотелось, чтобы и наши педагоги были очень современными и, соответственно, разбирались в тех нюансах, которые сегодня волнуют все профессиональное наше сообщество. Ну и вот по шкалам Эккерс оценивалось, то есть что есть качество дошкольного образования, это именно та образовательная среда, которая создается в детском саду. Это пространство группы и его обустройство, это взаимодействие взрослых и детей, это как осуществляется присмотр и уход за детьми, и, соответственно, какие центры активности, вернее, прошу прощения, какие виды активности и какое оборудование есть для видов активности в детском саду, и как идет взаимодействие с родителями и с персоналом в условиях этого детского сада. Это вот если так коротко о именно среде. Мы с вами говорим о предметно-пространственной среде, и, соответственно, вот вы можете посмотреть на слайд, и здесь немножко иное представление о предметно-пространственной среде. То есть когда вы произносите эти два слова, предметно-пространственная среда, да, вы всегда имеете в виду, и, наверное, у вас приходит на ум всегда такие слова, что это какое-то расположение центров, какое-то расположение зон, уголков, как хотите называйте, неважно, вот как вы назовете, но это расположение предметов в пространстве группы, с которыми действуют, с которыми играют, там творят и так далее дети. Вот по шкалам Эккерс немножко иное представление о предметно-пространственной среде, и вы видите перед собой то, что входит в это понятие, на что следует уделять внимание. Это и мебель для ежедневного ухода, игр и занятий, это и обустройство пространства для игр, то есть насколько они удобно обустроены, эти центры. Это и места для уединения, да, то есть вы видите перед собой, поэтому мы вот по этим составляющим, мы с вами обязательно пойдем, но я хочу немножко объяснить, пояснить, наверное, то цветовое решение, которое сейчас вы видите. Наиболее благополучное положение у нас по Российской Федерации
именно в предметно-пространственной среде было с мебелью, которая есть для детей, для того, чтобы они могли ну, каким-то образом отдыхать, где-то сидеть, на чем-то, зачем-то и так далее, и так далее. Это зеленый цвет, вы видите. Ну а все остальное, что идет уже ниже, это, конечно, это уже зоны такого дефицита, и то, что выявлено красным цветом, это практически зона очень серьезного неблагополучия в российских детских садах по исследованию 2016-2018 года. Сразу хочу сказать, что исследование, оно отличалось тем, что эксперты находились иногда целый день в детских садах для того, чтобы определить и наблюдали просто за детьми. Больше ничего не надо было делать, поэтому если вы возьмете для себя идею преобразования среды, вам достаточно вернуться будет в свои группы, возможно, взять то, о чем мы сегодня будем говорить, и просто понаблюдать со стороны за тем, как живут дети. И, возможно, какие-то вещи вы увидите и задумаетесь, и, соответственно, начнете преобразование. Поэтому еще раз напоминаю, что самый высокий балл – это 7 баллов, и, соответственно, все, что ниже 3 баллов, это вызывает, ну, как бы, так скажем, недоумение, мягко говоря. Поэтому давайте посмотрим. Вот данные, они фактические данные, они такие на 2016, 2017, 2018 год. И слава богу, что с 2018 года уже какие-то преобразования стали происходить, и, соответственно, немножко среда стала перестраиваться. Но еще вот такие выводы, касающиеся именно предметной среды. Вот посмотрите, пожалуйста, какие были выявлены дефициты, только общие. В группах недостаточно мест для создания теплой, уютной атмосферы и для уединения детей. Допустим, недостаточно пространства для организации длительной игры и занятий детей. Длительная игра – это игра, которая идет несколько дней. И, соответственно, вот чтобы дети могли оставлять, чтобы дети могли эти какие-то сюжеты свои разворачивать, это вот тоже один из дефицитов. Ну и, например, что еще здесь посреди у нас? Очень много преобладает работ по образцу взрослого, именно в группах. Это вот такие дефициты, которые были выявлены в 2016-2018 году. Если вы пойдете по пути преобразования, у вас будут, безусловно, свои дефициты. Ну и давайте начинать уже более подробно такие как бы моменты, связанные с дефицитами, и как можно посмотреть на них, и как можно решить их. Такие решения, ну, о них сейчас пойдет разговор. Вот смотрите, предметно-пространственная среда. Вот сначала предметы даже можете убирать. Сначала надо поработать очень хорошо с пространством, в котором находятся дети. Вот сначала с ним вы должны понять для себя. Самый главный вопрос, который вы можете задать себе, и вы вернетесь вот сегодня там в 3 часа к себе в группу. Это сейчас у нас, может быть, не так много детей приходит, да, это связано с теми санитарно-эпидемиологическими условиями, в которых мы сейчас с вами находимся, да, и заболеваемость все-таки у нас достаточно высокая на сегодняшний день среди взрослого населения, среди детского населения. Вот, поэтому, но если вы отвечаете на вопрос, что дети мешают друг другу во время свободной игры, свободная игра – это игра по своему замыслу. Свободная игра не предполагает сидение за столами и на стульях. Вот поэтому, если дети мешают во время такой свободной игры, значит, соответственно, вот вся та информация, которая сейчас пойдет, она будет для вас. Если вы увидите, что дети друг другу не мешают, и пространство для их свободной игры от пола до потолка в полном распоряжении, да, тогда вот этот кусочек пока не для вас. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Значит, сразу надо договариваться, что означает, что должно быть достаточно свободного пространства. И вот здесь на слайде вы видите, что означает слова «достаточно места». Достаточно места – это когда дети могут свободно перемещаться, им не мешает ни мебель, ни стулья, ни столы, да, ни шкафчики, ни диваны, любая другая мебель, ни кровати. Она не мешает им воплощать свой замысел. Достаточное место означает, что в группе есть место для хранения игр, оборудования, пособий, материалов, и, соответственно, это тоже не мешает детям. Это вот как бы очень такой простой, конкретный
вопрос, на который вы можете ответить, когда вы будете смотреть на свои группы. Даже те, кто у нас сейчас занялись преобразованием групп, тоже есть такие у нас успешные практики. Все-таки наши инновационные площадки, они идут вперед, они двигаются вперед, и они уже преобразовывают свои группы. Вы тоже, дорогие коллеги, вы тоже посмотрите, достаточно ли места. Может быть, пора освободить какое-то другое пространство, которое есть в вашей не только игровой группе. Ну и вот здесь небольшие такие фотографии у нас сейчас пойдут. С теми, с кем мы уже вели этот разговор, я думаю, что вы еще раз, лишний раз вспомните. Но те, кто не видел, то, соответственно, предлагаю вам задуматься. Значит, вот здесь фотография, она такая уже утрированная, я ее так называю. Конечно, сейчас очень редко можно встретить такие группы, где у нас столы практически как парты, и где есть доска, куда дети должны все смотреть. Но суть ведь не в этом. Суть в том, что эти столы, они занимают достаточно много места от игровой комнаты. Мы сейчас даже про спальни не говорим. Поэтому у каждого из вас есть своя группа. И если вы видите, что 30, ну, одну треть, да, 30% этого пространства занимают столы, то надо, наверное, что-то менять. Столы могут быть расположены вот так. Столы могут быть расположены вот так, как вы сейчас видите. И они тоже занимают достаточно много места. Даже если вы их рассредоточите по группе, они все равно будут занимать очень много места вместе со стульями. И детям, в принципе, не остается пространства для реализации своих собственных замыслов. Потому что если даже 10, 15, 20, 25 детей, и представьте, если вот всегда с воспитателями, когда работаешь, им говоришь, вот необходимо, чтобы дети там, ну, как бы строили свою деятельность в соответствии со своими интересами. А если пространство это не позволяет, это априори невозможно. Поэтому пока мы смотрим с вами примеры. Вот здесь тоже много достаточно места занимают столы. Вы можете посмотреть на следующий слайд. Здесь тоже, да, все очень красиво, все очень ярко, столы распределены по цветам, они такой очень интересной формы, да, так далее, так далее. Но места они занимают очень много. Я уже не говорю о том, что если мы говорим о легкости и трансформируемости мебели, что все эти столы в любой момент могут быть сдвинуты не младшим воспитателем и не воспитателем, а именно самим ребенком, даже если ребенку 2 или 3 года. Вот просто представьте, да? Поэтому здесь тоже, это вот как только вы видите у себя это в группе, вы сразу должны понимать, что тогда у вас политика будет очень простая. У вас дети постоянно будут сидеть за столами, и они постоянно будут играть за столами. Ну, я не думаю, что это то, что нужно сегодня ребенку, потому что воплотить свой замысел сидя за столом, это, ну, это очень мощное ограничение. Поэтому посмотрите, да, и почему вот мы сейчас говорим только о таких, как вам сказать, о таких общих тенденциях. И, конечно, в каждом детском саду, в каждой группе необходимо проводить анализ, и сейчас уже есть очень хорошие критерии, по которым можно это делать. И я вам часть немножко покажу, потому что у нас есть с вами и старшие воспитатели, которые тоже анализируют, и которые могут по результатам анализа, педагогического наблюдения в каждой группе, они могут потом посмотреть со стороны на обстановку в своей группе. И, соответственно, это же могут сделать и воспитатели. Ну вот еще одну фотографию вы видите. Тоже все достаточно симпатично, красиво, но если мы вот просто посмотрим, это реализация учебной модели, сразу вам говорю, потому что той модели, когда много столы стоят как надо, на определенном расстоянии друг от друга, да, по отношению к окнам и так далее, и так далее. Ну, и это уже, наверное, немножко вчерашний день, поэтому, дорогие коллеги, просто посмотрите, как расположены, где расположены ваши столы. Если вы видите, что они мешают детям, значит, надо думать, как освобождаться от этих столов. Я вам сразу говорю, да. Вот. Ну и еще один момент, который как-то вот очень так необычно возник вдруг в наших детских садах. Хорошо, столы где-то могут быть расположены около, ну, по периметру, да, они могут там быть иначе расположены в группах, но почему-то тогда на первый план выходят именно стулья. Вы не удивляйтесь, ну, я не знаю предметно, да, вот каждую группу из тех групп, в которых вы работаете, но тем не менее такие наблюдения приходилось видеть.
что если не столы, то стулья занимают центральную часть группы, и они находятся там незыблемо, и дети постоянно присаживаются на эти стулья, потому что педагог все время что-то организует, он солирует, он ведет детей, да, и постоянно вот они не успеют прийти, как их сажают на стулья, им или читают книгу, или играют с ними там в различные речевые какие-то игры и так далее, и так далее, и так далее. Но стулья почему-то тоже являются центральным таким звеном в некоторых наших группах. Вот если у вас либо то, либо другое, то, соответственно, вы уже должны подумать, что как освободить пространство для детей, чтобы они не присаживались постоянно на стулья, не присаживались постоянно за столы, потому что это не есть естественная среда для обитания ребенка, да, и чем младше ребенок, тем, ну, мне кажется, это как-то странно выглядит. И вы знаете, когда дети наши, ваши заходят в музыкальный зал, очень часто можно наблюдать, когда они ищут глазами именно стулья, и они хотят сразу сесть на стулья. Ну, не знаю. Вот посмотрите, пожалуйста, понаблюдайте. Ну и сейчас варианты трансформации среды. Здесь тоже вот это реальные кадры, которые были сделаны, и наши детские сады тоже уже пошли по этому пути и, соответственно, каким-то образом трансформируют среду. Вот здесь обратите, пожалуйста, внимание на дверной проем. Он выделен желтым цветом. И если вы хотите освободить пространство для ваших детей, если вы хотите задействовать спальни, да, если вы хотите просто подумать, как открыть пространство, его действительно надо открыть. Если вы открываете пространство, это значит, надо от чего-то освобождаться. Где-то это могут быть даже перегородки не только дверные, но и стенные. Ну, конечно, вам никто не разрешит сносить стены без какого-то предварительного согласования, поэтому здесь уже такие кардинальные решения, их принимает только руководитель детского сада вместе с командой, да, детского сада и, соответственно, вместе, возможно, где-то даже и отстаивая свои позиции с учредителем. Но мы посмотрим на те варианты, которые уже произошли. Еще раз, дорогие коллеги, я возвращаю специально вас назад. Посмотрите, пожалуйста, на дверной проем, он выделен желтым цветом, а окна остаются в том же месте. И вот эта же группа стала выглядеть вот таким же образом. То есть были убраны столы, был убран дверной проем, открыто пространство, то есть пространство свободно для наблюдения, то есть и взрослый может наблюдать, что происходит в спальне, да, и, соответственно, пространство открыто для детей, чтобы они могли действовать. Это вот первый такой момент, который вы видите. Поэтому как вы будете открывать пространство? Здесь надо решать в каждой группе индивидуально, если вы понимаете, что дети друг другу мешают. Вот еще один пример. Специально привожу примеры не новых детских садов, да, а именно тех, которые, возможно, требуют какого-то преобразования. Тоже достаточно много дверей. Ну, вы видите, все достаточно традиционно, высокие шкафы. И тоже, пожалуйста, обратите внимание на дверные именно проемы, потому что иногда расширить пространство, как бы мы это ни хотели, можно за счет как раз дверных проемов и за счет тех ниш, которые образуются в дверных проемах. Но вот здесь тоже вы видите, тоже желтым цветом вы можете уже обратить внимание, могу вернуть фотографию назад, как было, да, соответственно, и, разумеется, как стало. Это реальные группы, это как раз я вам показываю те оригиналы 2015, может быть, даже 2014 года московских групп, с которых и начались все преобразования во многих детских садах Российской Федерации. Это такой опыт, вот оригинал. И, соответственно, здесь вы тоже видите расширение пространства, где-то что-то переносится в разные другие сферы, но задача одна – раскрыть пространство для деятельности детей. Ну и здесь тоже вы видите ту трансформируемую мебель, которая сейчас очень часто стала использоваться и в наших детских садах. Это замечательно. И столики на колесах, да, которые могут сразу, ну, как бы фиксироваться, да, это и тумбочки на колесиках, ну, то есть как бы для некоторых из вас это абсолютно не новости, то, о чем я вам сейчас говорю, и та мебель, которая у нас собирается, въезжает друг в друга, это тоже как бы такие решения, которые принимает всегда только детский сад, когда он решает, чтобы были какие-то преобразования. Это пока только про пространство, дорогие коллеги.
Ну и вот здесь еще один такой фрагмент, он связанный именно с, можете посмотреть, не только с расширением пространства, но и с той мебелью, которая имеется в тех группах. Здесь прошу обратить ваше внимание на штабелируемые стулья, то есть на те стулья, которые, когда они не нужны, они могут складываться в одном месте и, соответственно, точно так же могут разбираться. И вы видите, что пространство, оно за счет того, что дверной проем был снят, оно расширилось, ну и там просматривается у нас спальня вдалеке, которая, в принципе, может быть просмотрена, наверное, из любой точки группы педагогом, когда дети находятся в том пространстве. Это вот такие решения, которые мне бы хотелось вам преподнести. Но еще один момент – это группа раннего возраста. Сейчас вы видите фотографию у себя перед глазами. И это столы, которые, я думаю, что вы представляете, что это за столы, которые в нужный момент времени они опускаются, да, и в нужный момент времени они просто поднимаются, прикрепляются снова к стеночке. И, соответственно, вы должны понимать, что здесь могут быть либо стульчики, если это совсем маленькие детки, да, то есть свое место, где ребеночек может оставить и одежду, либо это могут быть скамеечки, деревянные скамеечки, которые в нужный момент представляются, и, соответственно, ребенок, если это дети, возможно, постарше, и ребенок, он присаживается для того, чтобы принять пищу. Как бы это вам не удивительно было, но это практика российских детских садов, которые как раз проводили анализ своих предметных сред именно по шкалам Эккерс и просто уже думали, как сделать лучше для детей. И вот я вам со всей степенью ответственности заявляю, что это группа для детей от 2 до 3 лет. Вот то, которое вы видите. Поэтому решений очень много. Главное, чтобы они были грамотными, главное, чтобы они были такими, как сказать, разумными, которые могут иметь в себе смысловую определенную нагрузку. Это вот первый кусочек такой, за счет чего можно освободить пространство. Да? Дальше. У нас долго достаточно тоже с 2016 года, в 2017, 2018, в 2019 году обсуждается еще тот момент, потому что есть группы, которые, например, у нас, к сожалению, на сегодняшний день не имеют спален, да, и там пространства, нету. Вот есть одна игровая, и, соответственно, в ней дети и играют, в ней дети и кушают, в ней дети и спят. Это, может быть, не есть хорошо, но мы исходим из тех условий, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому здесь предлагается еще одно решение. Решение именно связано с двухуровневыми пространствами. То есть теми пространствами, которые могут осваивать дети. И понятно, что у нас большинство групп, у нас 99% групп на сегодняшний день, по крайней мере в Республике Коми, они как раз именно с одноуровневыми, прошу прощения, пространствами. Но дети очень любят осваивать вертикаль, особенно мальчишки очень любят осваивать вертикаль, поэтому как вариант такого другого пространства тоже, пожалуйста, рассмотрите. Я точно уже знаю, что у нас по республике уже эти решения есть. Специально вам их не показываю и специально не называю, потому что каждый из вас может прийти к очень интересным практическим решениям. И я думаю, что возможно, через какое-то время, может быть, мы с вами встретимся еще раз, и вы уже покажете интересные решения, которые произошли именно в ваших детских садах по преобразованию предметной среды. А так у нас наши инновационные площадки, они представляли эти решения уже по преобразованию своей среды, и у нас и обучающие курсы есть, поэтому где можно посмотреть и познакомиться с этими решениями. Так что я думаю, что кто-то из вас уже эти моменты видел. Ну и еще, дорогие коллеги, вот по поводу двухуровневых пространств, пожалуйста, тоже посмотрите и обратите внимание на следующий слайд. Тоже, если вы видите группу, обычная группа детского сада, да, опять здесь что мы наблюдаем? Здесь мы наблюдаем, что столы, они играют главную роль в этой группе, они явно не совсем легко перемещаются в пространстве, и их убрать и куда-то складировать, я думаю, что вот в данных условиях это не представляется возможности, потому что это не так просто будет для детей. Тем более еще надо подумать, куда убрать стулья, да? Вот такая группа, и, соответственно, как можно преобразовать вот эту группу, чтобы освободить пространство. Пока мы говорим только о пространстве для свободной игры детей, для
для различных других видов активности. Вот это та же самая группа, но уже совсем другое решение, которое здесь мы видим и двухъярусное пространство, такое двухуровневое пространство, где дети могут, соответственно, заниматься тем, чем им интересно. Вот это немножко другой ракурс этой же группы, этого же решения. Ну, во-первых, очень экологически чистые материалы, да? Поэтому нам тоже надо смотреть, если у нас бывают столы, возможно, с не совсем чистыми, так скажем, для ребенка, ну, созвучными детской природе, я бы так сказала, материалами, то вот здесь дерево, оно очень близко, оно очень натурально для ребенка, поэтому, ну, предпочтение такой легкой, где-то деревянной, возможно, мебели тоже следует отдавать. Ну и, конечно, все эти уголки уединения, уютные уголки, которые мы пытаемся создавать специально для детей, вот в таких пространствах они получаются как бы сами собой. Это просто как решение, и я думаю, что если идея у вас будет, вы обязательно найдете интересные решения, которые будут созвучны именно вашим группам, именно вашим воспитателям и именно вашим детям, которые находятся в вашем детском саду, потому что решений очень-очень много. Ну и дальше, соответственно, сейчас, секундочку. Вот еще один вариант двухуровневого пространства, где дети с удовольствием играют. И, скорее всего, это тоже одна группа, в которой дети находятся и спят, и играют, и вся их жизнедеятельность проводится здесь. Поэтому как вариант решения и расположения двухуровневых пространств просто не отметайте, потому что для детей это хорошо. Для детей это интересно, это важно, это нужно, это позволяет развернуть деятельность свою и иметь такие укромные уголки, которые принадлежат только детям. Поэтому посмотрите, рассмотрите, и, соответственно, можно двигаться дальше. Ну, теперь спальни. Пока мы все только о том, как освободить пространство, потому что прежде чем насыщать это пространство, да, тем, что нужно детям, нужно его хотя бы немножечко сделать для них комфортным, для их пребывания. Ну, спальни. Спальни у нас во многих детских садах красивые, хорошие, интересные, да, все правильно, грамотно расставленные, но хорошо ли это для детей? И если спальня используется 2 часа в день, а вся остальная группа используется остальное время, то, наверное, стоит пересмотреть немножко подходы к оформлению, и к содержанию, и к смысловой нагрузке тех помещений, где дети проводят только 2 часа в день. Поэтому решение тоже вам предлагаем. Решение там двухъярусных кроватей, да, трехъярусных выкатных собирающихся кроватей – это одно решение. Оно у нас тоже во многих детских садах есть уже на сегодняшний день. Вы освобождаете спальни. Там только посмотрите, знаете зачем? Посмотрите, есть ли возможность у детей именно оставить на этом пространстве длительную, ну, как бы развернуть длительную игру. Потому что обычно, когда двухъярусные или трехъярусные кровати, которые выкатные, то мы это пространство сразу освобождаем, и когда дети готовятся ко сну, и получается уже оставить вот свою игру, там, например, в паровоз, во что-то, космический корабль, который требует больших таких объемных предметов, это уже не представляется возможным, потому что это пространство должно быть свободно для того, чтобы детям расстелить кровати. Поэтому просто посмотрите, понаблюдайте. Обычно там у нас детки играют, они какими-то такими играми, которые быстро можно свернуть, можно куда-то перенести, куда-то убрать. Хорошо ли это? Понаблюдайте за свободной игрой детей. Ну и вот решение такого, вот здесь, как у нас мы с вами видим, что из помещения 100 квадратных метров, 60 квадратных метров было отдано под кровати, и оставалось только 30 квадратных метров свободного места для деятельности детей. Вот здесь решение было следующим. То есть такие подиумные кровати, тоже не удивляйтесь, пожалуйста, потому что вы уже видели, и эти решения уже есть. И, соответственно, здесь, ну, вот в этом детском саду, это московские школы, к которым присоединены детские сады, здесь вот решение таких было подиумных кроватей, то есть где есть не кровать,
да, для отдыха, а есть именно место для отдыха ребенка. Поэтому тоже ничему не удивляйтесь. Это все сделано с учетом всех требований. И сейчас даже новые наши санитарные нормы и правила, которые вошли в действие с 1 января 2021 года, я думаю, что вы слышали, они тоже продолжают эту линию о том, что у ребенка не обязательно должна быть кровать именно для отдыха, а должно быть место для отдыха, так же, как и место для раздевания, так же, как и место для размещения своих собственных личных вещей. Поэтому просто не удивляйтесь. И здесь, соответственно, вот вы можете видеть, каким образом выдвигаются эти кровати. Эти там таким образом сделано, да, где-то мне уже приходилось видеть совсем другие варианты, но здесь дело не в вариантах, здесь просто примите к сведению информацию о том, что каким образом могут выглядеть эти подиумные кровати. Вопрос вижу, связанный с подушками. Те подушки, которые вы видите, конечно, это не для сна, вы понимаете, да, это просто мягкие подушки для того, чтобы дети могли полежать на них, посидеть на них, вот на этих подиумах. Ну и, соответственно, мягкие матрасики, которые вы тоже видите, они, расположены на кроватках, и, соответственно, встает вопрос, где постельное белье все хранится. Поэтому для этого есть другое решение. И, уважаемые коллеги, мы можем с вами потом еще отдельно собраться, если у вас будут какие-то решения, связанные именно с преобразованием, с освобождением спален. Но пока вот очень так коротко о том, что есть. Ну и вот ваш вопрос, который вы задали, где хранится постельное белье. Здесь как бы вот два таких варианта показано, что, по всей видимости, я так предполагаю, да, потому что у нас же нет таких детских садов, мы пока не можем посмотреть, как это сделано, где это все удобно, неудобно. Мы пока показываем те эффективные решения, которые есть в Российской Федерации. Вот здесь, получается, у каждого ребенка есть свой индивидуальный пакет для хранения подушки, для хранения, скорее всего, одеяла. Ну, я так предполагаю, да? В общем, вот такое решение для освобождения пространства для деятельности детей. Это уже у нас, по-моему, Красноярский край, детские сады. Здесь вот вы видите, что даже есть такие горочки с прицепами, которые представляются. И вы знаете, вот общаясь, например, с нашими инновационными площадками, которые преобразовывали пространство и которые в группах для детей раннего возраста делали специальные горки, отдельно стоящие горки, они уже приходят к выводу о том, что как конструкция она занимает очень много места, но однако она не всегда, ну, так скажем, выполняет свои функции для детей, потому что иногда нужно как бы подъем горки сделать выше, да, иногда наоборот опустить. Поэтому здесь как одно из решений это такие прицепы, которые у нас прикрепляются в виде горок вот к таким подиумным кроватям. Поэтому, уважаемые коллеги, я говорю, это увлекательное очень такое действо, но, конечно, это надо решать только командой детского сада. Вот здесь вы видите еще такой вариант размещения тех же самых подиумных кроватей. Где-то выдвигаются только матрасы, где-то выдвигаются целые кроватки. Вот если вы видите, смотрите на нижний ряд. Ну и раздевалка. Раздевалка как тоже часть нашей группы, потому что в группе у нас есть игровая, в группе у нас есть спальня, да, в группе у нас есть раздевалка, и в группе, конечно, у нас есть еще гигиеническая комната. Но пока вот то, что связано с освобождением пространства раздевалки, потому что если мы говорим о том, что зоны подвижных игр и тихих игр не должны пересекаться, то если мы освободим раздевалку, то, возможно, именно в раздевалке мы сделаем такую зону, как бы таких шумных игр, я бы так сказала, то есть где дети могут какую-то свою двигательную активность проявить иначе и не мешать тем, кто занимается спокойной деятельностью. Вот такое решение тоже есть, и оно может быть, это когда вместо шкафчиков есть место для раздевания детей и, соответственно, место для хранения их личных вещей и место для хранения вещей, допустим, взрослых. Ну, это как варианты. Могу вернуть назад. И, соответственно, вот когда много шкафчиков, если детей много, иногда нашим детям не хватает ни места для раздевания, да, ни места для отдыха, ни места для хранения личных вещей, поэтому можно предусмотреть разные варианты. Если детям всего хватает, то есть и жизненного пространства, которое у каждого человека, как вы знаете, да, минимум 1,5 метра должно быть, чтобы в него не входили другие люди. Поэтому если вот такое есть, если дети не мешают друг другу, мебель им не мешает, то тогда мы с вами
вами двигаемся дальше. Если как только вы отвечаете на вопрос «мешает», вот и рассматривайте, пожалуйста. Либо открывать пространство, то есть освобождать проемы между группами и спальнями, между раздевалками, возможно, да, либо делать двухуровневые пространства, поэтому это как бы решение уже только за вашим детским садом. Ну и если еще один вариант тоже может быть такого решения, и он тоже есть в практике детских садов, иногда группы не трогают. То есть группы вот какие они есть, такие они есть, но если детский сад обладает другими свободными пространствами, то есть есть много разных помещений, разные площади, причем эти помещения, то тогда дети имеют возможность в течение дня очень часто выходить в эти помещения. Но мы с вами сейчас существуем в период такой ограничительной свободы немножко, да, перемещения детей в детском саду. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какие решения у нас есть на сегодняшний день. Поэтому, если детский сад обладает таким помещением, если вы возьмете на себя сейчас в 2021 году ответственность за то, чтобы дети могли свободно перемещаться по детскому саду, чтобы организовывать вот такие свои пространства и микрогруппы для общения, игры и взаимодействия, то, может быть, вот этот вариант вам подойдет. Если как бы вы такую ответственность на себя не берете, значит, этот вариант просто не рассматривайте. Но он имеет место быть в практике российских наших детских садов, и мне кажется, это достаточно неплохо, потому что это имеет место быть. Ну и с Еленой Сергеевной Непомнящей мы с вами уже знакомы, кто-то из вас, потому что мы приглашали ее на межрегиональные семинары, на конференцию нашу, которая проходила у нас по стратегическим направлениям развития дошкольного образования в ноябре. Вы слышали ее выступление. Здесь мне бы только хотелось немножко проиллюстрировать, какие это пространства, куда имеют возможность выходить дети всех возрастных групп 2 раза в день как минимум, и, соответственно, организовывать там свои игры с детьми абсолютно разного возраста. Поэтому, поскольку мы говорим о предметной среде, то здесь только показываю то, что связано именно с организацией этого пространства. Мы не говорим сейчас о том, как построена работа в этом детском саду, потому что если нам будет нужно для нашего профессионального сообщества, мы еще раз пригласим Елену Сергеевну, и она нам очень подробно расскажет и покажет, и научит, и вообще, может быть, погрузит вот в свое это образовательное пространство, зона open space, то есть открытое пространство, которое есть в их детском саду. Но вы уже, я думаю, что разглядели, что это помещение, у них, по крайней мере, не менее 100 квадратных метров, куда приходят дети разного возраста, и они имеют возможность там играть, свободно действовать. И сейчас на фотографии вы видите разнообразное оборудование, которое существует в этой открытой зоне, с которым дети могут действовать. Ну, в частности, здесь вы видите все, что связано с конструированием, со строительством. И, опять же, единственный такой момент, когда мы будем с вами говорить про кубики, это один из вариантов кубиков, разных причем. Просто для себя поймите, что постройки, которые строят дети, они должны быть выше их роста, потому что это придает им уверенность, это придает им уверенность в своих силах, в своих возможностях, что я могу, я умею это делать, и даже я такой маленький, но все, что я делаю, это больше меня. Это хорошо для детей. Вот просто как бы этот постулат возьмите, и вы сразу увидите, чего вам не хватает, какого материала вам не хватает, чтобы эти постройки сооружать. А еще одну ниточку вам могу здесь тоже так перепоручить. А если 2-3 ребенка начнут вместе строить в группе, хватит ли всем места для того, чтобы соорудить такие постройки? Поэтому, если такого нет места, возможно, стоит рассмотреть где-то, если у вас условия позволяют, такой интересный центр конструирования, я не знаю, как это называется, зона для того, чтобы дети могли туда приходить и, соответственно, делать. Вот посмотрите, какие постройки. Это все реальные детские постройки из этого детского сада. Она тоже страна чудес, тоже является и брендом, брендированным таким детским садом, который известен далеко за пределами Российской Федерации, и как бы является инновационной площадкой, потому что эти города, они входят в зону Росатома и, соответственно, как бы двигаются очень мощно так вперед. И, конечно, нам всегда приятно сотрудничать с коллегами, у которых есть очень интересные профессиональные решения. Вот посмотрите, какие замечательные виды транспорта, причем не покупные, да, а причем это все можно сделать, соорудить, и так, как нужно и интересно детям. Детям можно самим составить схемы, и самим по своим схемам можно действовать.
действовать. Это просто как образцы, как примеры того, что есть на сегодняшний день в практике дошкольного образования. И вот в этой же зоне открытого пространства есть такие укромные уголочки, которые тоже очень прижились в некоторых наших детских садах. Это такие мягкие подоконники, где дети могут почитать, посидеть, они могут поиграть, они могут там с пазлами, с бисером, с бусинками, ну и так далее, и так далее. Это просто вам надо, если вам эти идеи понравятся, вам надо просто в это все окунуться, и, соответственно, вы пойдете, будете искать. И суть простая. Дети приходят, и очень много всего должно быть для разнообразной детской деятельности. В этом же пространстве у «Страны чудес», у детского сада «Страна чудес» вы тоже видите двухуровневое пространство, да, куда детки могут заходить, забираться. Оно тоже сделано из экологически чистых материалов. Здесь также вы видите один из центров интереса, вот где дети у нас, девочки, вы видите, здесь они занимаются какой-то творческой деятельностью. Поэтому есть материалы, есть оборудование, которое размещено определенным образом, и, соответственно, дети приходят, и они уже делают то, что им там необходимо. За спиной девочки вы видите тоже мягкий подоконник, вот там, где синего цвета. Поэтому, уважаемые коллеги, пока только в качестве эффективных таких примеров, эффективных практик, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому иногда, когда работаешь с воспитателями, они говорят, что невозможно создать, например, в группе центр воды и песка, может быть, это и не надо делать. Может быть, пусть он будет один на весь детский сад, но хороший, большой, объемный, куда дети каждой группы будут иметь возможность приходить. Да? Ну, просто как бы для себя пока вот поставьте такую идею. Это тоже там же, в «Стране чудес», у них есть такая кафельная комната, где они действуют с водой, где они рисуют на стенах, они сами за собой убирают, они делают там мыльные пузыри, ну и так далее, и так далее. Потому что если мы говорим про среду, ориентированную на ребенка, то я думаю, что подтверждением вот всего того, что я сейчас вам показываю, вы обязательно увидите и услышите дальше. Это просто в плане примера, как освободить пространство для разной детской деятельности. Ну и еще один момент. Я решила эти фотографии дать вам здесь, а не позже, когда пойдет разговор о пространстве, ориентированном на детей, связанном с детьми, потому что все-таки эта идея принадлежит именно этому детскому саду «Страна чудес» Красноярска, города Зеленоградска, прошу прощения, Красноярского края. У них была такая идея, что стены в детском саду, они тоже должны быть говорящими. Есть такое понятие, как говорящие стены, то есть стены, которые несут какую-то смысловую нагрузку для ребенка. Те, кто у нас очень увлечен преобразованием предметной среды и вообще современным детским садом, для вас это термин, он не нов, мы очень часто его используем, очень часто его употребляем. Говорящие стены, и вот здесь у них такая была идея, это создание стены вопросов, на которой будут написаны те вопросы, которые может задать любой родитель, если он проходит по коридору со своим ребенком, и может развернуть такой диалог. И это именно открытые вопросы, которые обращены к самому ребенку, к его эмоциональному, чувственному миру, и которые позволяют как бы ребенку дать рефлексию вообще своего внутреннего состояния. И вот пока показываю вам как бы пустую стену, да, и, соответственно, вот каким образом она превратилась в стену вопросов в этом детском саду. Стена вопросов имеет название, она называется «Спроси меня». И если, например, взрослый даже с детьми проходит куда-то, педагог любой по территории детского сада, он может развернуть разговор с любого вопроса, который написан на этой стене. Как сейчас обстоят дела с этой стеной вопросов, я не знаю. Вот то, что вы видели, это было в конце именно 2019 года. Вот такая идея воплощена в детском саду. Поэтому как она сейчас живет, надо поинтересоваться у наших коллег. Но вопросы вот здесь вы видите, да, что там интересного было за этот день, какой момент за день был самым сложным, да, ну и там серия вопросов, она продолжается, и, соответственно, любой родитель может поговорить с ребенком и задать вообще эти вопросы не обязательно здесь и сейчас, но, возможно, дома, когда будут подводиться какие-то итоги дня. Да? Это вот такие моменты. И еще одна очень хорошая идея, тоже не знаю, как вы к ней отнесетесь, но мне кажется, идея достаточно интересная.
Если мы говорим о том, что детский сад для детей, то, соответственно, и все коридорные пространства, они для детей. Да? Вот, и поэтому здесь, в этом же детском саду, в «Стране чудес», есть отдельные пространства, где каждый ребенок, который приходит в этот детский сад, вместе с родителями, они готовят свой такой портрет, как им удобно, как им нужно, где обязательно будет фотография ребенка, как его зовут, ну и все, что считает семья нужным. Обязательно будет рамочка, и родитель вместе с ребенком обязательно пройдется по этажам детского сада. Ну, здесь, я так думаю, что выделен какой-то определенный этаж, и, соответственно, найдут место для размещения этого портрета. То есть этот ребеночек, он получается у нас как бы в этом детском саду, и когда любой взрослый оказывается в этом коридоре, то он видит всех детей, которые есть в этом детском саду. Вот такие идеи сразу просто, чтобы потом не возвращаться к «Стране чудес», мне бы хотелось вам озвучить. Они касаются именно пространства детского сада. Ну, новые детские сады, которые строятся, очень у нас известны воронежские детские сады, они тоже имеют свои бренды. Бренд – это когда детский сад имеет свое имя. Ну, вот как здесь, например, это «Пристань детства», да? И, соответственно, имеет какую-то концепцию развития. И вот здесь на экране вы видите различные пространства, которые созданы в этом детском саду, и, соответственно, различные их наименования. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть вопросы по первому нашему такому кусочку, который связан именно с пространствами детского сада, с тем, как их создавать, как создавать центры детских интересов пока, да, как освобождать пространство, вы можете эти вопросы писать. Ну, а мы переходим с вами дальше. И, пожалуйста, вопросы вы задавайте очень, ну, как бы сказать, конкретные, потому что вопрос, который сейчас последний, я не очень понимаю, к чему он относится, да, поэтому постарайтесь формулировать вопросы, пожалуйста, полно и красиво, чтобы я могла на них ответить и понимала, да, о чем идет разговор. Ну, а мы с вами передвигаемся дальше, дорогие коллеги. И вот сейчас то, что входит уже именно в понятие предметно-пространственная среда, и немножечко о тех ключевых моментах, на что нам с вами следует обратить внимание. Это еще до того, как мы будем говорить о том, что должно быть для разных видов активности детей. Вот мы к этому с вами еще даже не переходим. Мы пока все, что должно быть создано для ребенка. Да? И вот сейчас опять я возвращаюсь к результатам оценки предметно-пространственной среды по шкалам Экерс. И вы видите, что самое благополучное – это у нас мебель для ежедневного ухода, игр и учения. И, соответственно, вот здесь хотелось бы пойти вот по этому пути и, соответственно, какие-то вопросы уже возможно снимать. Значит, смотрите, мебель для повседневного, ну, так сказать, повседневной жизнедеятельности детей, что должно быть у нас в группе. Вот здесь у вас все написано перед глазами, перед экраном. И, соответственно, если мы с вами посмотрели о трансформируемости столов и стульев, да, о том, что вместо кровати могут быть какие-то матрасы, выдвижные кроватки для отдыха или сна. Вместо шкафчиков возможны места для хранения детских вещей. Мы немножко не поговорили с вами об открытых стеллажах для хранения различных материалов. Наталья Ивановна, ваш вопрос вижу, читаю, поэтому здесь просто надо очень хорошо подумать, посмотреть новые санитарные нормы и правила, которые сейчас у нас вышли в 2021 году. Я думаю, что которые, кстати, цель которых была как раз свести воедино требования разных инстанций. Поэтому будем вам очень благодарны, если вы посмотрите эти новые санитарные нормы и правила, и, возможно, вы найдете там ответ на этот вопрос. Потому что цель новых санитарных норм и правил как раз была убрать все эти ножницы, которые есть между документами разных организаций. Да? Вот. Ну и давайте посмотрим то, что связано у нас с открытыми стеллажами для хранения игр и оборудования. Вот, дорогие коллеги, специально здесь такие две разные фотографии вам поставлены. На одной фотографии вы видите обычные, может быть, до сегодняшнего дня у кого-то существовавшие, кто-то уже от этих отказался. Это мебель наша, которая есть в наших группах. И вы видите дверцы со шкафами, за которыми хранятся
различные материалы и различное оборудование. Вот здесь надо сразу понимать, если мы говорим о том, что среда создается для детей, то в среде должно быть все доступно для детей. И высота самой высокой мебели, мы тоже всегда об этом говорим, она должна быть не выше роста ребенка, ну, той или иной возрастной группы. И вот если ребенок поднимает руку, ну, вы представляете, да, то самая высокая мебель должна быть не выше вот этого размера. Ну, я думаю, что вы уже понимаете. Если это дети раннего возраста, то какой высоты максимально должна быть мебель в группе? Если это дети старшего дошкольного возраста, тоже. То есть чтобы ребенок мог сам без помощи взрослого взять то, что ему необходимо. Это первый момент. И второй момент. Старайтесь отказаться от закрытых дверей. Ну, старайтесь просто это сделать, посмотрите на свою мебель. И это первый момент, да. Все остальное, я думаю, что как бы вы и так понимаете. И потому что если есть возможность открыть все полки, замечательно. Откройте все полки, уберите двери, и там будут у вас храниться материалы. Как хранится, это уже второй вопрос. Вот здесь вы видите очень такую разномастную, да, фотографию, где есть деревянные полки, есть очень много-много всего, что иногда шокирует нас, потому что мы боимся, что что-то может упасть, что-то может урониться и так далее, и так далее. Не бойтесь. Поэтому здесь просто вот в данном случае надо с детьми, разумеется, обговаривать, какие правила хранения материалов могут быть. И если это куб очень большой, как вы видите здесь, да, и если мы его все-таки ставим на достаточно верхнюю полку, то, наверное, надо договариваться с детьми, какие-то правила вводить, да, где вы их можете разместить сбоку этого стеллажа, что этот куб следует задвигать, ну, как можно дальше, но его будет неудобно доставать. И тогда вы очень хорошо с детьми придете к выводу, что, скорее всего, крупные предметы стоит хранить внизу. Но это надо договариваться именно с детьми. Поэтому здесь просто, если предметы хранить вот в таком порядке вам неудобно, придумывайте различные, возможно, контейнеры, куда будут складываться предметы одного вида, которые будут, возможно, снабжены картинками для маленьких детей, для более старших детей, начиная там со второй младшей группы, они будут снабжены надписями, причем хорошими, которые дети могут читать. Для чего это нужно? Для того, чтобы всегда можно было понять, где что находится, и точно так же убрать на место. Все. Это вот такая идея открытости пространства, то есть открываем не только стены, да, но открываем всю мебель, которая у нас есть. Это такой второй принцип. Дальше. Вот сейчас мы с вами будем вести разговор о предметах для комфорта и отдыха. Это как бы следующее. Я вам только такие кусочки буду давать, на что следует обратить внимание. И вы видите по цветовому диапазону, я вам уже говорила, что все, что меньше 3 баллов, это зона такого приличного неблагополучия. Поэтому с предметами для отдыха и комфорта у нас в детских садах не есть все хорошо. Поэтому давайте посмотрим, что это означает и что для этого необходимо делать. И опять же сразу хочу оговориться, и, наверное, пока вы смотрите на экран, ну давайте сначала так, что к предметам мягкой обстановки относится все то, что мягкое. Недаром в раннем возрасте очень нравится в программе «Теремок» одна из концептуальных линий – это мягкая педагогика. То есть всего должно быть мягкого около ребенка раннего возраста много. Но это не означает, что это должно быть только для детей раннего возраста. Это для любого ребенка, потому что это позволяет ему уйти от той, ну, как бы, среды, которая твердая для него. Столы, стулья, полы наши, да, возможно, какие-то скамеечки. Это все очень твердое для ребенка. Поэтому что мягкого может быть, должно быть в группе? Это может быть мягкая мебель, может быть, но если диваны, они очень массивные, если кресла, они очень массивные, и занимают много места, и они не могут быть передвинуты самими детьми, подумайте о том, нужны ли они вам. Может быть, заменить на какие-то мягкие кресла-мешки, может быть, заменить на какие-то мягкие большие объемные подушки, подумайте. Может быть, что-то сделать мягко подиумное, как мы говорим, да? То есть здесь как бы это уже решает только. Но единственный момент, что мягкого должно быть много в группе. Как обрабатываться? Думайте. Это может быть какие-то материалы, которые легко моются, которые легко протираются, да? Сейчас ведь у нас много всего такого очень интересного. Различные ковры.
Вот ковры в группе должны быть обязательны. Сейчас тоже понимаю, потому что в каких-то детских садах приходится видеть отсутствие полное ковров сейчас, именно вот, в связи с пандемией. Да? В каких-то детских садах это не приходится наблюдать, поэтому здесь смотрите. То, что связано с коврами, для ребенка очень хорошо. Но опять же, ковер ковру рознь. Поэтому посмотрим потом на фотографиях, как это может быть. Ну и хотела бы я остановиться на мягких игрушках. Потому что здесь, и это уже неоспоримый факт, что для ребенка очень важно, чтобы у него были мягкие игрушки, причем разных размеров. Вот от самой маленькой до большой. И это не важно, опять же, дети какого возраста. Конечно, там ребенку старшего возраста вы не дадите качалку, мягкую игрушку-качалку, которую вы даете детям раннего возраста, но тем не менее что-то вот очень большое и мягкое для детей старшего дошкольного возраста тоже очень нужно. Поэтому здесь мы очень обрадовались, когда вышли новые санитарные нормы и правила, и что раньше было запрещено нам. Помните, да, что мягкие игрушки категорически были запрещены, а школа Экерс говорили, что для ребенка это нужно, и там Национальный институт качества образования, в частности, Ирина Евгеньевна Федосова, очень много будировали, и наконец-то мы увидели, что в новых санитарных новых правилах ничего не говорится о том, что нельзя иметь мягкие игрушки и мягкие предметы для детей. Можно, только просто надо подумать, как их обрабатывать. Вот и все. Поэтому посмотрите, кто еще не знаком, и если как бы нужно вам будет, конечно, мы соберем профессиональное сообщество, и мы можем поговорить о новых санитарных нормах и правилах, если вам это нужно. Но вот здесь просто в качестве примера, пожалуйста, посмотрите. Здесь дан вам пример, это ковер, на котором можно растянуться, и будет мягко. Потому что есть паласы. Паласы – это не ковры. Да? Паласы, они достаточно жесткие, они даже коленки детские, на них иногда бывают, ну, больно им. Ковер все-таки он мягче. Поэтому суть вообще предметов для комфорта и отдыха – это именно, чтобы ребенок мог уйти от твердости, мог поваляться, мог растянуться во всю длину, покататься, поваляться. Это потому что для ребенка очень важно и нужно. Мягкие подушечки, ну вот здесь как вариант вы видите. Подушек бывает много, разных вариантов. Ну, пойдете по этому пути, вы увидите. Дети очень их любят, и детям они очень нужны, потому что они мягонькие, на них можно посидеть. Можно посидеть как на ковре, можно посидеть как без ковра, да. Это вот такой вот, в качестве просто примера. Ну и здесь вот, когда, допустим, мы проводили экспертизу по шкалам Экерс, то здесь, конечно, вот мы тоже видим ковер. Он мягкий ковер, да? Вы видите прекрасно все. Но где он расположен? Он расположен в зоне, где дети играют, девочки играют, ну, в домоводство, я бы так сказала. И, соответственно, здесь это не предмет для комфорта и отдыха. Здесь невозможно полежать, поваляться, потому что ты будешь мешать другим. Все. Вот поэтому сразу надо смотреть, где что находится у вас в группах, каким образом. Но только что, Наталья, уважаемая, только что я проговорила про новые санитарные нормы и правила. Пожалуйста, можете их посмотреть. Там сейчас тот вопрос, который вы задаете, он уже не актуален, уже требования другие. Ну и есть такое понятие, как уютный уголок, поэтому если у вас будет в группе где-то уютный уголок, а лучше всего их будет несколько. Я не буду возвращаться к предыдущей фотографии, да, где у нас были подушки, где был ковер. Это один из уютных уголков, но его назначение, пожалуйста, посмотрите, где ребенок может спокойно полежать, подремать, почитать и спокойно поиграть. Это вот и этот уютный уголок, он именно создан для отдыха, комфорта и, соответственно, наполнен множеством разных мягких, хороших, таких, знаете, вот теплых очень предметов. Поэтому здесь тоже один из вариантов, и как раз вы видите, этот уголок, он сопряжен еще с тем, ну, как вы его называете, с центром книжным, с книжным уголком, то есть там, где ребенок может спокойно вместе с другом побыть, почитать и посмотреть различные иллюстрации. И еще раз, уважаемые коллеги, пока вы смотрите выводы, то есть как бы резюме по тому, о чем мы с вами говорили, еще раз хочу вам сказать, это не зависит от возраста.
Это и в группах раннего возраста, и в группах для детей старшего дошкольного возраста. Уютные уголки, они везде. Предметы мягкой обстановки везде. Да? Что у нас там? Мебель, открытые полки везде. Поэтому это вот такие небольшие выводы, которые мы с вами можем сделать, резюме по нашему предыдущему разговору. Ну и дальше мы с вами поговорим о том, каким образом обустраивать центры детских интересов и все остальное, о чем вы видите на экране, об этом мы сейчас с вами и поговорим. Теперь давайте, вот смотрите, представьте, да, что пространство мы с вами для свободной игры освободили. У каждого полки мы открыли, мягкие предметы внесли, да, уютные уголки создали. Теперь давайте посмотрим то, что связано с центрами детских интересов. Если мы говорим о том, что все это должно быть ориентировано на ребенка, то пока о том, как должны быть расположены центры детских интересов. Пока даже не об их начинке, а пока только. Потому что когда вы заходите в группу, вы всегда должны смотреть и наблюдать за детьми, удобно ли им там играть. Удобно ли? И смотрите, что такое центр интересов. Центр интересов – это определенное место, где есть определенные материалы, вот вы видите, да, определенные материалы, которым обеспечен свободный доступ, вот она наша открытость различных шкафов и так далее всего. И есть сразу пространство, где с этим материалом можно действовать. И это не стол. Сразу вам скажу, да, именно пространство. Чем младше ребенок, тем это пространство должно быть обязательно рядом с местом хранения материала. Чем старше ребенок, дети могут уже спокойно перемещаться, да, беря все, что им необходимо, в то место, где они что-то сооружают. И поэтому вот если мы говорим об удобстве центров интересов, здесь только два маленьких момента. Например, центр конструирования, да, мы с вами уже говорили. Первая его такая очень хорошая характеристика, где он должен быть расположен, это в непроходном месте. То есть в месте, где не проходит большинство детей. Если только вы видите, что, например, центр конструирования у вас расположен рядом с гигиенической комнатой, это уже неверное его расположение, потому что очень много детей там проходят, постоянно пользуются, и, соответственно, все постройки, которые будут там, они будут просто сметены нечаянно. Поэтому посмотрите. Дальше. Центр рисования, центр искусства. Это вот такие критерии, которые я всегда называю, потому что они обозначены в шкалах Эккерс, и это то, что работает. Центр искусства. Сразу посмотрите, насколько близко он расположен к гигиенической комнате. И насколько правильно он расположен, потому что чем младше ребенок, чтобы ребенок мог пойти и самостоятельно набрать воду для своего творчества, а не просить, например, это сделать педагога или не проходить через всю группу для того, чтобы набрать воды себе в стаканчик. Вот, поэтому посмотрите, это такие простые моменты, которые, мне кажется, понятны очень всем. И если вы понаблюдаете за своими детьми, они вам очень хорошо покажут, что удобно, а что неудобно. И вот то, о чем мы с вами уже говорили. Зоны для тихих игр обязательно должны быть отделены от зоны для шумных игр. Вы должны сами для себя, вот когда придете в группу, сами для себя должны посмотреть, что связано с шумной игрой, что связано с тихой игрой, какие центры соответствуют. И вот их надо разделить, потому что иначе, когда еще один постулат вы возьмете для себя за основу, что все, что в среде, это для свободного доступа детей, для свободной деятельности, то вы увидите, где они будут друг другу мешать. И чтобы вот это изначально предусмотреть, это же взрослый предусматривает, где расположить те или иные материалы и создать место для действия с этими материалами. Поэтому посмотрите, дорогие коллеги, я думаю, что вы многое откроете для себя. Но вот здесь, например, фотография тоже какого-то случайного детского сада, я даже не знаю, что это за детский сад, первая попавшаяся фотография в интернете. Вот очень много пространства. И вы понимаете, когда есть пространство, пространство постоянно влечет детей к чему? К двигательной деятельности. Чтобы побегать, чтобы попрыгать, да? Чтобы там поскакать. Это вот неоспоримый факт. Поэтому вот в этом пространстве, и тут же у нас зона, например, для домоводства, вот вы видите, девочки там, зона для конструирования, тут же вы сразу видите. Вы же прекрасно понимаете, что они не отделены друг от друга. Вот там, где дети могут поскакать с машинками, повозиться, да, и то, что связано с конструированием, то, что связано с какой-то сюжетной игрой. И, соответственно, они будут друг другу мешать.
Все, думаем, как это можно сделать иначе. Это вот надо каждую вашу группу смотреть, анализировать и так далее, и так далее. Вот, например, центр интересов. Явно он связан с искусством. Вопрос вы видите, мы можем с вами обсуждать, рассуждать, удобно ли этот центр расположен для ребенка. Давайте посмотрим, какие точки или какие критерии мы возьмем для того, чтобы понять, удобно или нет. Ну, во-первых, значит, этот центр мы не можем сказать сейчас с вами по отношению к гигиенической комнате, близко он расположен либо не близко, но что должно быть в этом центре? Во-первых, в этом центре должно быть много материалов для рисования. Ну, мы здесь видим какие-то карандаши, да, кто видит, и так далее, и так далее. Дальше, ну, то есть все, что связано с созданием плоскостных работ. Дальше, в этом же центре должны быть материалы для того, чтобы создавать объемные работы. Ну, вроде пластилин, там что-то немножечко мы видим, вроде какие-то материалы имеются, да. И третий, самый главный момент, чтобы дети всегда тут же могли разместить свою работу. Если это плоскостная, то есть рисунок, может быть, аппликация где-то, да, чтобы сразу где-то, может быть, ребенок мог разместить, чтобы видели эту работу все. Но если это объемная работа, пластилин, дерево, глина и так далее, и так далее. Вот посмотрите, где можно это здесь сделать. Я думаю, что здесь вы этого не увидите. И так можно очень подробно разбирать каждую фотографию, и каждый центр вам надо самим тоже анализировать, думать. Дальше следующий центр, он связан явно песок-вода, ну явно здесь, да. Вот, это явно маленькие дети, вы тоже видите. Тоже посмотрите, насколько удобно детям будет подойти. Сами себе отвечайте на вопрос, насколько 2-3 детям будет одновременно удобно играть, например, в центре воды. Если в одной емкости мы представим воду, в другой емкости мы представим песок. Удобно ли? Сразу подумайте. Дальше третий момент. Вот со всеми теми принадлежностями, которые у нас внизу тазиков, то есть должно быть очень много разных предметов для того, чтобы можно было действовать и с водой, и с песком. И причем функции этих предметов, они должны быть очень разные. То есть если, например, у вас есть ковшики, то ковшики, они должны быть, например, как маленькими, так и большими. Как с дырочками, так и без, условно говоря. Как прозрачные, так и непрозрачные. Для того, чтобы дети могли, действуя с водой, познавать и в том числе ее свойства, качества где-то даже, да, и могли оперировать с разными предметами. Вот здесь тоже посмотрите, удобно, неудобно, как бы это вы уже отвечаете самостоятельно. Вот каждый надо центр смотреть именно с позиции для удобства. Давайте посмотрим следующий центр. Это центр, опять же, вот, ну, конструирования он получается. Здесь вы видите, есть место для хранения материала, отдельное место для хранения материала. Причем материал, ну, такие брусочки всевозможные разные. Есть место для построек. И причем эти постройки как могут быть созданы по своему замыслу, также могут быть созданы в соответствии с теми сменяемыми схемами, которые вы видите. Да? Это могут быть постройки, можно здесь оставлять. И причем, посмотрите, есть даже еще один укромный уголочек, то есть вот подиум и еще, как бы еще один подиум на нем. Да? Поэтому посмотрите, вот такой вариант есть. Удобно, неудобно, это вам дети очень хорошо будут подсказывать. Если дети там играют долго, в любом центре, если разворачивается деятельность, причем не одного, а нескольких детей, и именно они не балуются, а именно они действуют, они что-то для себя открывают, общаются, то, конечно, это уже удобно. Вот посмотрите, книжный центр, как хотите называйте. Вот я говорю, сейчас нет таких принципиальных, там, как сказать, требований, как это называть. Зона, центр, уголок. Нет, есть вот центр интересов для детей. И мы сейчас говорим о том, удобно ли они расположены для детей. Вот посмотрите, центр интересов, ну пусть это будет библиотека, книжный центр. И в первом варианте, и во втором варианте. Первый вариант – это где кресло-мешок, во втором варианте – это где стульчик со столом. Здесь удобно ли ребенку? Книги, как они смотрят на него. Мы пока даже не говорим про разнообразие. Они привлекают его к себе, они как бы зовут его к себе. Возьми, посмотри, там, удобно ли ребенку пользоваться, он видит ли сразу обложки, даже не читающий ребенок. Он поймет, о чем, например, в этой книжке можно посмотреть, допустим, где можно посидеть, чтобы никто не мешал. Чувствуете, да? Вот надо рассматривать так каждый абсолютно центр. И вот здесь вот, например, если там кресло-мешок и двухуровневое пространство, но здесь очень все скромно, но тем не менее. И вот этот же уголочек, он может быть уголком в
том числе уединение, где ребенок может уединиться, но зато с книгой как бы углубиться, чтобы ему никто не мешал, и, соответственно, как-то внутрь проникнуть. Ну и вот еще одна фотография. Это группа, здесь очень много разных контейнеров, да, вы видите, здесь очень много разных каких-то емкостей для хранения материалов. Тоже надо смотреть, потому что, может быть, и это пространство неудобно для детей. Не знаю, это надо посмотреть, как дети в нем будут действовать, где они действуют. Берут материалы рядом, садятся, либо берут, уходят куда-то, да. Поэтому здесь, дорогие коллеги, это вот как бы просто пока про обустройство центров интересов. Ну и вот обычно, когда мы учимся, потому что у нас же есть целые курсы по преобразованию среды, обычно мы и вообще с каждой командой, когда работаешь детского сада, который нацелен, соответственно, на преобразование, всегда есть определенные критерии, есть таблицы, которые в 2019 году созданы были, и они замечательные, мы ими пользуемся. Они все отображены в прекрасной книге «Современный детский сад», каким он должен быть. Там научный руководитель авторского коллектива Ольга Александровна Шиян. И поэтому вот даже те критерии, которые вы здесь видите, и про которые мы с вами уже говорили, уже можно, ну, как бы оценить. Например, первый критерий, да, допустим, пространство безопасно для детей. Безопасность не в плане того, что там, ну, понятно, полы ровные, они не скрипят, это все тоже безопасность. Там стулья у нас не шатаются и так далее, это все тоже безопасность. Но посмотрите, здесь безопасность еще в том, что дети не мешают друг другу во время разных видов активностей, чтобы они не сталкивались, чтобы они случайно друг другу не наносили там, ну, вред какой-то, случайно, потому что они играются, размах иногда бывает очень большой. Это тоже безопасность. Разделение тихих зон от шумных – это тоже безопасность. Вот вы чувствуете, да, поэтому мы такое понятие с вами безопасность расширяем. И вот, соответственно, вы смотрите, наблюдаете, и вот просто максимально честно определяете сами сначала для себя, я к воспитателям обращаюсь, что, допустим, пространство безопасно для детей, это, ну, смотрите, и, например, нет, вот, к сожалению, у меня это не сделано, и сами ставите себе нужный знак в той графе, которая вам необходима. А может быть, наоборот, у вас все отлично, вы ставите, соответственно, знак в графе, что это наблюдается в большинстве случаев. Но потом вы пригласите другого человека, коллегу свою пригласите. Это может быть второй ваш воспитатель, это может быть любой родитель, это может быть старший воспитатель. Просто попросите понаблюдать за детьми, за деятельностью, за тем, как они действуют в этой среде, и посмотрите, совпадут ваши оценки. Вот и все. Поэтому вот эти вещи, они уникальны, их очень много, этих таблиц, и очень много критериев, и такое подспорье очень хорошее для оценки именно образовательной среды. Ну, что еще у нас здесь? Например, есть такой критерий, как детям не приходится долго ждать в очереди, пока освободятся какие-то центры. Вот как только вы это видите, что дети ждут друг друга, да, что большинство детей пользуются именно этим центром, значит, что-то надо перестраивать, что-то надо думать. Поэтому, дорогие коллеги, это пока про обустройство центров, удобство расположения и удобство использования. Дальше. Места для уединения. Естественно, что мы очень, наверное, одно время с вами создавали этих мест для уединения. Места для уединения всегда подсказываются детьми. То есть специально думать, где создать в группе место для уединения, вам даже не надо. Вы просто посмотрите, где они уединяются. Где они уединяются, там место для уединения либо уже есть, либо тогда что-то можно вам предусмотреть. Ну вот как, например, вы видели, там мягкие подоконнички у нас были, это явно место для уединения, да? Ну, возможно, где-то что-то вы, какие-то скамеечки там разместите, мягкие там креслицы и так далее, и так далее. Но здесь это ваше уже решение, здесь просто есть два простых правил. Прошу прощения за тавтологию, но действительно все очень просто. Понаблюдали, посмотрели, где уединяются детки, где им хорошо. Они уединяются для чего? Для того, чтобы побыть одному, да? Как бы отвлечься от всех, отойти от всех и просто понаблюдать. Просто. Потому что если я хочу отдохнуть, у меня есть, условно говоря, уютный уголок, там тот же ковер, где я могу растянуться и немножко полежать. Потому что позвоночник все-таки разгрузку надо давать, да, вы сами прекрасно это знаете, и взрослым, и детям. Вот. А место для уединения. Но есть еще и второе правило. Если я там нахожусь, или ребенок, мне никто не должен мешать. Вот это правило, оно должно обязательно соблюдаться. Его надо обговаривать с детьми в группе, что если человек уединился,
Вот просто так вторгнуться к нему нельзя. Поэтому посмотрите вот с этих позиций, вот на созданные места для уединения. Если чувствуете, что, например, вот многие делали места для уединения красивые, хорошие в спальнях, посмотрите, пользуются ими дети или нет. Если не пользуются, зачем это там? Если вы не видите из группы место для уединения, которое создано в спальне, значит, вы не можете наблюдать. Тоже зачем оно там? Вы не видите детей. Поэтому вот такие ряд показателей, которые есть и которые характеризуют места для уединения. Но самое главное, еще раз повторяю, возможность побыть одному и чтобы мне никто не мешал. Все. Дальше, вот здесь примеры уже такие пошли. Вот специально тут даже не надо создавать места для уединения при двухъярусных пространствах, потому что я думаю, что мне не стоит продолжать, вы уже сами понимаете. Вот здесь тоже такой вариант мест для уединения. Коробки, безусловно, очень удобные места для уединения детей. Поэтому здесь вот такая каминная у нас зона. Это и библиотека, и камин, и возможность посидеть, почитать, и возможность уединиться. Да? Такие варианты. Поэтому я говорю, специально иногда ничего не надо делать, просто изначально предусмотреть. И вот смотрите, очень хороший здесь показатель. То есть пространство поднято, да, на небольшой подиум. И это как раз означает, что если я там нахожусь, то значит, я как бы уже себя от общего пространства отделю. Такие варианты есть. Дальше давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, это уже наши фотографии пошли. Тут кто коллеги себя узнают, я не буду называть. Кто коллеги узнает, то я думаю, что вы себя уже узнали. Вот есть такие у нас подоконнички, есть такие мягкие большие предметы. Тоже вот они уединяются, они играют, они шепчутся, они о чем-то там беседуют. Ну, вот как бы просто в качестве примера. Дальше следующее. Это вот все, пока мы еще с вами подходим к тому, что должно быть для разных видов активности. Связано с детьми оформление пространства. Вот, дорогие коллеги, мы много с вами говорили на первой встрече, на второй встрече, очень много. Мы говорили про голос ребенка, да, про то, что это очень важно, нужно, значимо, когда дети окружены своими подделками, рисунками, своими постройками. Это очень важно для ребенка, потому что это возвышает его в собственных глазах, и это позволяет создать образ своего «я», что я многое умею, я многое могу. Поэтому, когда вернетесь в свои группы, пожалуйста, посмотрите. Вот 30% всех материалов, которые есть у вас в группе, они должны быть созданы руками детей и предназначены именно для детей, и отражать ту ситуацию, которая у нас здесь и сейчас. Вот чем живет группа. Вот очень такой простой критерий я вам даю. 30% материала. Посмотрите. Если этого нет, значит, нам надо менять среду. И как сделать так, чтобы в этой среде отражались наши дети. Что это будет? Фотографии или какие-то детские работы, или, да, фотографии, я имею в виду детей в деятельности, детские работы, поделки, книжки детские, записи, там, детские библиотека опытов. Это уже не имеет значения. Это то, что вы делаете вместе с детьми. И тогда любой человек, который заходит в группу, он видит, чем живет группа здесь и сейчас. Эту фотографию мы тоже с вами рассматривали на самой нашей первой встрече. Я специально беру уже знакомые вам фотографии, потому что, когда ты смотришь на них под другим ракурсом, иногда замечаешь многие вещи. Я прошу вашего внимания обратить на ту фотографию, где представлена не красивая радуга и красивый домик, да? Это все очень красиво для взрослых. Но это никак не отражает то, что в этой группе находятся определенные дети. Я прошу вашего внимания обратить на коридор, скорее всего, холл. И здесь детские работы, вы их видите. Их много. И детские работы детей, всего детского сада. То есть мы очень привыкли к выставкам отдельных детей. Вот тоже старайтесь от этого отходить. Потому что если это группа, то там работы всех детей. Только надо подумать, где их размещать. И это явно не раздевалка, и это явно не уголок для родителей высотой под потолок, потому что это ничего не говорит ребенку. Детские работы всегда должны быть размещены в том помещении, где дети проводят большую часть времени. Если это игровая, значит, это все должно быть там.
Как вы это будете делать? На стене, под подоконником, на свисающих ли веревочках? Это уже только будет ваше решение. Главное, чтобы дети видели то, что ими сделано. И любой непроизвольный взгляд, он всегда ребенку даст подтверждение, что да, это здорово, ты молодец. Вот, поэтому здесь коридор и тоже дети всего детского сада. Ну, я так предполагаю, что работы, которые были сделаны в группах, они просто перекочевывают у нас в коридор. Вот такой есть формат, и тогда мы можем уже видеть, чем живет детский сад, что интересного происходит здесь. Ну вот это отголоски голоса ребенка, когда по той деятельности, которая происходит в группе, сразу можно видеть, чем живет группа, да, что в ней действует. Это как раз все, что подходит у нас под такой критерий очень хороший, связанный с детьми, оформление пространства. Ну и еще один момент, дорогие коллеги, на чем бы мне хотелось остановить ваше внимание. Пожалуйста, старайтесь отходить. Может быть, я сейчас скажу не очень красивую вещь, но я ее в любом случае скажу, потому что все-таки мы проходили обучение как эксперты по оценке качества дошкольного образования, и мы, конечно, обращали на это внимание. Старайтесь отходить от материалов, которые вы специально делаете для детей. Очень часто и очень много приходится видеть, и раньше так у нас было. У нас как бы заведено так было, помните, да, что воспитатели очень много всего делали для детей. Вот здесь вы видите фотографию тоже, здравствуй, осень. Много делали наглядного материала. Но вот просто старайтесь от этого отходить. Значит, во-первых, ну, про естественность материалов вы тоже уже поняли, да, что мы осень познаем не на искусственных картинках, а осень мы познаем в натуральном виде, я бы так сказала. Да? Поэтому, насколько это возможно, постарайтесь учитывать. Ну, а возвращаясь к наглядности, старайтесь наглядность делать либо вместе с детьми, вместе, то есть не тратьте свое время личное, персональное, либо вместе с детьми делать наглядность, либо иметь современную технику, которая вам могла бы моментально ее выпускать. Это второй вариант. Либо третий вариант, чтобы старшие дети делали что-то для младших детей. Это третий вариант. И четвертый вариант, когда дети делают для себя сами. Вот те же самые книжки, да, которые делают детки. Это же прекрасный вариант. Вы можете подать идею, вместе с ними сделать книжки, они потом дальше будут это делать. Только с книжками тоже надо уметь работать. Это уже отдельный аспект разговора. И эти же книжки потом можно передать малышам, сочиненные детьми. Воспитатель другой группы будет просто их читать маленьким детям. Ну, в общем, подумайте, просто подумайте над этими всеми вещами. Я говорю, тут каждый аспект, он не на 10 минут разговора, но тем не менее, вот мне очень бы хотелось, чтобы какие-то идеи вы усвоили, услышали, над чем-то задумались, что вам созвучно, что-то взяли, как мы говорим, в разработку и пошли, потому что это нужно и важно для детей. Ну и все, что связано с предметно-пространственной средой, мы близимся к вами к завершению именно по организации предметно-пространственной среды, потом перейдем к тем видам активности, которые важны и нужны для ребенка, и что для этого должно быть в этой среде. Пространство для... Следующий аспект – это пространство для развития крупной моторики. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что детям нужно движение, важно движение, и чем больше и чаще вы будете выходить в то пространство, где они могут бегать, прыгать, скакать, лазать, ползать, это будет для детей лучше. Если у вас есть условия это сделать в группе, вот, кстати, двухъярусные пространства, которые вы видели, да, когда они забираются у нас там на домики и так далее, это уже где-то способствует двигательной активности. Поэтому, конечно, что-то, если есть у вас в группах, это замечательно. Если у вас такого в группе нет, то особенно сложно детям среднего возраста, потому что им нужно выплескивать свою энергию, им обязательно нужна двигательная активность, и когда они этого не получают, то, естественно, они просто свою энергию направляют совсем в другое русло. И здесь, если у вас есть возможность выходить в музыкальные залы, физкультурные залы, игровые комнаты, замечательно. Если у вас есть возможность выходить на улицу чаще, больше, прекрасно. Но
Здесь вопрос связан именно с безопасностью этого пространства. И вот почему как раз, вы видите, выделено желтым цветом пространство, особенно на улице. Ну, понятно, сейчас у нас снег с вами, да, у нас пространство однообразное, то есть это именно снег. Когда у нас другие сезоны года, то желательно бы, чтобы на участке детского сада была разновидность разных поверхностей, я бы так сказала, чтобы дети могли одновременно иметь и твердую поверхность, и мягкую поверхность. И вы знаете, вы будете удивлены, но безопасность, она, например, связана с пространством для развития крупной моторики, с тем еще что. Допустим, под всеми нашими снаряжением, оборудованием для лазания, ну, которое вы представляете, у нас есть на участках, да, обязательно должно быть амортизирующее покрытие. То есть если ребенок упадет, чтобы это было для него не травмоопасно. Ну, у нас практически по Республике Коми нет такого нигде. По Российской Федерации есть. И современные, конечно, площадки, они уже совсем другого уровня. Это вот маленький такой момент, связанный с безопасностью. Горки возьмите. Горки наши сейчас, которые вы делаете, вы строите. Даже если вот у вас горка, вы представляете, да, и дети скатываются, и если есть расстояние между тем, как ребенок, прежде чем он, ну, как бы съедет с горочки и приземлится на землю, есть расстояние, то это уже небезопасно для детей. То есть, понимаете, безопасность – это не только там, наличие определенного оборудования и так далее, но это разные другие моменты, которые ну, могут грозить ребенку опасностью, и поэтому мы боимся просто отпускать детей от себя. А если вы будете четко знать, что с горочки плавно скатывается, нигде там ничего больно не будет, ни за что он не зацепится. Горочка предполагает, например, как минимум поднятие 2 человек, то есть один поднимается, второй спускается, да, чтобы они не мешали друг другу. Это и есть безопасность. То есть когда мы все очень продумываем для детей и делаем максимально комфортно, и тогда вы никогда не будете бояться отпустить детей от себя и дать им свободу передвижения. Ну и здесь еще второй такой очень важный момент, что кроме пространства для развития крупной моторики, безопасного, да, чтобы если дети у нас едут по асфальтовой дорожке, что она должна быть обязательно прямой, без камушков, без рытвин, чтобы они спокойно могли проехать на велосипеде, на самокате, на роликовых коньках. А если я изначально знаю, что у меня вот такая бугристая поверхность, я никогда не дам ни самокаты, ни велосипеды. И бедные мои дети на участках не знают, чем заняться. Потому что на участке обычно бывает горка, песочница и все, и веранда. Все. И вот туда мы допускаем детей. А теперь подумайте, есть ли у нас оборудование для развития крупной моторики на участках? Ну, в 90% случаев этого оборудования нет. Оборудование для чего? Для бега, для прыжков, для лазания, для метания, для действия с различным спортивным оборудованием. Если это сейчас, это ледянки, это лыжи, это что у нас там, еще различные интересные приспособления, да, санки, ну и так далее, и так далее. Поэтому посмотрите, вот это все в принципе должно быть, потому что для ребенка хорошо, чем лучше он владеет этим оборудованием, тем быстрее, легче, интенсивнее у него развивается крупная моторика. Вот и все. Суть, она очень-очень простая. Поэтому посмотрите, рассмотрите, и, конечно, и горки, и качели. Вот с качелями у нас вообще беда. У нас их вообще нет для детей. А дети очень любят качели, очень любят. Поэтому посмотрите, что можно сделать для детей в рамках такого оборудования. Здесь простейшие вещи, которые даже без оборудования, но это связано с крупной моторикой, это и прыжки, как вы видите, это классы, да, это гамаки, на которых можно покачаться. Да, нет качелей. Качели для чего? В том числе и для успокоения, в том числе для владения своим собственным телом. И если мы можем здесь качаться только в одном направлении, ну, в гамаке, потому что в другом направлении нам сложнее это будет делать, то на качелях можно хотя бы это делать в разных направлениях. Ну, по крайней мере, вот разные варианты. Здесь тоже показано, что если нет какого-то специального оборудования, то можно хотя бы вот так даже действовать. Это тоже все способствует развитию крупной моторики, потому что это ползание, это перешагивание, перелезание где-то, да, даже без специального
оборудования. Ну а здесь у нас вот то, о чем мы тоже с вами уже говорили, это идея, которая витает, и Сергея Плохотникова мы приглашали тоже на нашу конференцию. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы такие комплексы у нас появились все-таки в Республике Коми, то есть когда дети... комплексы на месте физкультурных наших залов, когда дети самостоятельно придумывают себе полосы препятствий, потому что они прекрасно владеют на этом оборудовании, и оно настолько сконструировано и сделано безопасно, что взрослый, отпуская туда, и прежде сам пройдя все это оборудование, он понимает, что это для ребенка безопасно. Поэтому здесь как бы вот такая линейка, я думаю, что за этим будущее, пусть не за такими комплексами, да, ну вот вы сейчас тоже видите, потому что они есть для групп, они есть для залов, понятно, что это тоже своя линия развития, но 3D-физкультура, я уже в прошлый раз вам тоже говорила, и когда Сергея Плохотникова мы приглашали, это просто умение владеть своим телом в разных плоскостях, вот я бы так сказала, по горизонтали, по вертикали, по диагонали, чтобы тело могло свободно перемещаться в разных направлениях. Поэтому, ну вот здесь один из вариантов такой 3D-физкультуры, а так она у нас с вами всегда была известна. Это и канадцы те же самые, которые использовались в детском саду, но потом перестали использоваться, да, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот еще один все-таки 21 век, вот идея воплощения 3D-физкультуры с использованием обычных деревянных ящиков, ну, они не совсем, конечно, обычные, но тем не менее устойчивые такие, с использованием лестниц, стремяночек. Эта вся идея, она на улице может быть использована. Это понятно, что в определенное время года. Это тоже проект у Сергея Плохотникова, это Татарстан, идея открытой уличной среды. Вот. И, конечно же, здесь как вариант это зима. Это тоже Татарстан, Альметьевск, там у нас как-то славится очень такими инновационными разными проектами. И, соответственно, здесь такое продвижение идей свободной игры, идеи там NGPlay, китайская философия свободной игры. Ну, вот это наши российские дети. И я думаю, что многие из вас сейчас с недоумением смотрят на эту фотографию, где есть бочки железные, да, где есть различные деревянные досочки, просто не удивляйтесь. Это 20-й год, 19-20 год нашего столетия, наши российские детские сады. Поэтому здесь важно понимать, что прежде чем мы дадим это все детям, безусловно, какие-то правила с ними тоже обговариваются, проговариваются, и, соответственно, дети потом уже начинают действовать. Да, согласна, что настораживает, и не только вас, Жанна, но многие уже этот рубеж перешагнули, многие уже как бы к этому относятся очень спокойно и свободно, поэтому просто примите как вот эффективные практики, которые существуют, которые есть сегодня в российском дошкольном образовании, и они оцениваются, в том числе международными экспертами. Ну и выводы, да, которые мы с вами сделали, сделаем, вернее, вы тоже видите на экране по другим разным параметрам, о которых мы с вами уже говорили. Ну вот посмотрите для себя. Именно я подчеркнула, почему важно для ребенка, и попыталась одним буквально предложением сделать, что самое важное и что самое безопасное. Ну а теперь к тому, что должно быть у нас в центрах активности, которые очень удобно расположены, да, и в пространстве, и по отношению друг к другу, в том вообще пространстве, которое предполагает все для свободной деятельности детей по своему замыслу, со свободным доступом к любому материал. Давайте посмотрим, что это должен быть за материал. Но сначала, пожалуйста, обратите внимание на слайд. Здесь перечислены те виды активности, которые нужны для ребенка и которые его развивают. Поэтому, если мы говорим о предметной среде, это не важно, группа ли, детский сад ли, то есть пространство детского сада, что необходимо иметь, и вы точно будете знать, в любом возрасте причем, вы точно будете знать, что это будет способствовать развитию ребенка. Значит, оборудование и материал для развития мелкой моторики, оборудование и материал для искусства, оборудование и материал для занятий музыкой и движением, оборудование и материал для игры в кубики, для игры с песком и водой, оборудование и материал для ролевых игр, оборудование материала для действий с объектами природы,
я бы так сказала, оборудование материала для возможности математики, занятий математикой, ну и то, что связано у нас с использованием технических средств. Вот как бы сейчас об этом пойдет у нас с вами кусочек. Здесь не все так может быть страшно, и никаких сейчас вы нигде не увидите рекомендаций, что конкретного должно быть в каждой возрастной группе, потому что все расширяется, и все, соответственно, то, что для развития детей, об этом мы сейчас с вами и говорим. Но прежде чем мы начнем говорить о разных видах активности, мы немножко поговорим о том, что должно быть для развития речи и мышления детей в группах. Значит, поскольку мы говорим с вами о предметной среде, вот здесь маленький кусочек будет разговор именно о предметной среде. Но вы прекрасно понимаете, что нет ничего лучше для развития речи и мышления. Еще у нас употребляется такой термин, как речевое мышление. Нет ничего лучше, чем общение взрослых и детей. Именно общение, да? Умение беседовать, вести диалог и так далее, и так далее. Поэтому вот лучше этого, конечно, нет, потому что рассуждение, поиск ответов, раздумья, размышления – это все способствует именно развитию речи и мышления детей дошкольного возраста и любого взрослого человека. Но поскольку мы с вами говорим о предметной среде, давайте посмотрим, что этому может способствовать. Когда вернетесь, обратите, пожалуйста, внимание на свои книжные центры, уголки. Значит, здесь, там должен быть широкий выбор книг. Что означает широкий выбор? Здесь все очень просто. Во-первых, это должны быть книги разной направленности. Направленность их представлена у вас. Это не или-или, а это и. И причем в любом возрасте. Это давайте немножко я поясню просто. Да? Фантастические рассказы, читай сказки. То есть или сказки, да? Вот такие книги должны быть. Причем книг каждого вида должно быть не менее 3-4. Как они должны меняться, в соответствии с чем они у вас меняются, это уже то, как идет процесс в группе. Но пока мы по разновидностям. Значит, фантастические рассказы или читай сказки. Рассказы о событиях, разных событиях. Подумайте, о каких может быть, да? Это могут быть и наши праздники, которые проходят у нас в жизни. Это могут быть и события, которые встречаются в жизни. Дальше рассказы о людях, рассказы о животных. Это должно быть обязательно. Это причем постоянно всегда. То есть суть очень простая, что есть разновидности книг, и вот он, широкий выбор книг, да, и ребенок имеет право выбирать. Все. Дальше, то, что связано у нас с книгами о природе науки, и вот у нас очень западает, это книги о разных культурах и о разных способностях человеческих. То есть если еще у нас иногда там встречается русская культура, коми-культура, да, и книги какие-то, связанные с этой тематикой, то то, что, например, связано с людьми с выдающимися способностями, именно для детей литература, да, с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Это может быть литература, плакаты, иллюстрации, сказки. Это может быть. Поэтому рассказы какие-то. Поэтому посмотрите. Вот это то, что связано именно с книгами и иллюстрациями. Ну и вы видите еще один критерий, что эти все книги не обязательно должны быть в книжном центре. Они могут быть рассредоточены по разным центрам интересов. Но главное, чтобы они были, чтобы дети могли в любой момент, помните рецепт развивающей среды, обращаться к книгам, именно книги как источнику информации. То есть не взрослый источник информации только, да, а именно книга. Вы знаете, сейчас очень такие интересные проекты, раз я уже заговорила, проекты именно школьных библиотек будут. И надеюсь, что они будут у нас уже внедрены. Я не знаю, когда, конечно, да, в нашу систему образования, но библиотека рассматривается как такой центр очень интересное пространство, в том числе и культурного, досугового и информационного. Это в школах. Вот, поэтому здесь как бы применительно, может быть, в будущем наши дошкольники смогут когда-то и ходить в школьные библиотеки для того, чтобы, уже в новые именно школьные библиотеки вместе с вами. Дальше следующее. Это то, что связано с развитием речи и мышления. Дальше то, что у нас связано с мелкой моторикой. Вот, дорогие коллеги, посмотрите. Мелкая моторика, опять же, ранний возраст, средний, старший не имеет значения. Вот какие разновидности должны быть у вас в группе. Посмотрите. И опять же, их не должно быть много, но по 3-4 вида
каждой разновидности может быть у вас в группе, и, соответственно, эта вся сменяемость, она идет, и, соответственно, где-то, если дети что-то делают самостоятельно, то оно просто сюда включается. Здесь нет ничего сложного. Если это конструкторы, то все конструкторы с деталями небольшого размера, все конструкторы формата Lego – это все конструкторы, которые направлены на развитие именно мелкой моторики. Вот просто, чтобы вы понимали это. Поэтому не надо обрастать конструкторами в группах, большим разновидностей конструкторов, которые имеют только одну единственную цель. Пока дети строят, этим же самым развивается мелкая моторика. Поэтому просто посмотрите, 3-4 разновидности таких конструкторов будет достаточно. Дальше. Материалы для занятий искусством, они очень хорошо развивают моторику. Это мелки, цветные мелки. Например, да? Вот все очень просто. Поэтому предусмотрите, пожалуйста, где у вас в группе есть место для того, чтобы дети могли рисовать элементарно цветными мелками. И не на ограниченной плоскости листа, ну и вообще как бы стараются давать листы разного размера, от самого маленького до формата А3, который очень удобен для мольбертов, который можно разместить на стене, да? Поэтому тоже посмотрите, где они это будут делать. Это бумажная поверхность, пожалуйста, где? Это можно делать на горизонтали, это можно делать на вертикали. Но где, как, что это у вас будет? Стена, рамка, и в ней, кусок обоев, да, который будет сменяться, и дети могут делать. Либо это будут грифельные доски, на котором они будут рисовать просто мелками. Что это будет? Но вот это все очень хорошо развивает. Это искусство и развитие тоже мелкой моторики. Дальше ножницы. Все причем в свободном доступе, уважаемые коллеги, даже для самых маленьких детей. Поэтому сейчас есть много безопасных ножниц и для малышей, и для наших. Только единственное, что надо, прежде чем вы их дадите, надо очень хорошо обговорить, как ими пользоваться и что ни в коем случае не надо, нежелательно делать с этими ножницами. То есть вы не можете просто так дать ножницы, чтобы ребенок, не зная, как с ними орудовать, как какие-то правила элементарные соблюдать, да, когда, чтобы не размахивать ножницами и так далее, как их держать правильно, это, естественно, надо обговаривать. Как только вы все это сделаете, вот это безопасность, вы тогда дадите детям свободный доступ. Если вы этого не делаете, откуда? Они не знают, как правильно им пользоваться. Но это очень хорошо. Дальше. Любые подручные для развития мелкой моторики, я имею в виду ножницы. Для развития мелкой моторики также в группе необходимо иметь подручные материалы. И видите, здесь просто даны примеры. Это любые материалы, которыми можно манипулировать. Пуговицы это у вас будут? Замечательно. Там какие-то крупные бусы деревянные? Замечательно. Да? То есть тем, что ребенок может вертеть, крутить в руках и что-то из этого делать. Все, замечательно. Если у вас там дети старшего дошкольного возраста вышивают, прекрасно. То есть вы просто посмотрите, какие материалы, какое оборудование у вас есть в группе и что способствует развитию мелкой моторики. Ну и, конечно, пазлы. И пазлы, причем разной сложности. И пазлы разной сложности должны быть в одной возрастной группе. То есть, и, например, в группе для детей старшего дошкольного возраста могут быть и крупные пазлы для более младшего возраста, потому что уровень развития у детей всех разный. И вы увидите, если ребенок придет, например, с ограниченными возможностями здоровья, ну, допустим, с интеллектуальными нарушениями, ему, естественно, там сложный пазл никогда не сложить. Ему нужно что попроще. То же самое у детей раннего возраста. То есть и крупные пазлы, и деревянные пазлы могут быть, и дальше вот по усложнению, потому что многие дети, они уже, ну, для них мало то содержание, которое иногда у нас есть в среде, поэтому им она неинтересна. Это вот все, что по мелкой моторике все. Дальше, то, что связано с искусством. Здесь давайте посмотрим. Искусство – это когда ребенок и человек имеет возможность выразить то, что у него внутри, да, и создать некий художественный образ, и, соответственно, как-то воплотить свой замысел. Поэтому для этого нужно, кроме моей идеи, моего замысла, моих ощущений, моих впечатлений, если ощущения и впечатления бедные, то есть дети никуда ничего не видят, не знакомятся, не проживают какие-то произведения искусства, неважно в какой форме, аудио, видео, наглядные, да, не смотрят, не общаются с природой, то, конечно, сложно иногда бывает что-то создать такое. Но представим ситуацию, что все это у детей есть. И тогда для воплощения вот этого собственного замысла давайте посмотрим, какие должны быть материалы. И опять, если мы говорим о том, что, помните, первый наш вот самый слайд, среда должна быть насыщенная, то это означает насыщенность несколько видов одного и того же материала. Поэтому давайте посмотрим, что здесь. Если это бумага для, прошу прощения, если это материалы для рисования, то помимо бумаги,
разного формата, я бы так сказала, да, и маленького формата, и побольше, может быть, тонированная бумага. Ну, в принципе, тонированную можно и самим сделать, да, имея только белую бумагу, но в любом случае. Бумага разной фактуры, иногда некоторая бумага подходит для акварели, да, некоторая для мелков. То есть вот это все надо тоже продумать. Вы просто положите это в центр искусства, и дети сами, они будут с этим действовать, тогда сами они путем эксперимента даже могут прийти к тому, какую лучше брать бумагу, например, для рисования такими-то красками. Кроме этого, для рисования, если мы говорим о предметах для рисования, материалах для рисования, то как минимум 3. Ну, лучше, конечно, чтобы больше. Но, например, это фломастеры, это карандаши, допустим, и это цветные ручки. Вот это как минимум 3 материала для рисования. Если мы говорим о красках, то же самое. Посмотрите. Дальше. Материалы для создания объемных конструкций. Тоже пластилин, глина, дерево. Если у вас есть гипс, дети работают с гипсом, да, ну там уже все в зависимости от того, чем владеет педагог, потому что, извините меня, мало иметь одних материалов, но вы же потом с каждым ребенком будете создавать какие-то, помогать где-то ему овладевать какими-то способами взаимодействия с этими материалами. Проще говоря, какую-то технику вы будете в любом случае давать, как работать с гипсом, например, да, или как лепить там из того же пластилина, из глины, какие способы есть лепки. Это же вы все будете вместе с детьми где-то проходить с одним, с двумя, с тремя, неважно. Ну и еще, прежде чем вы дадите на самостоятельную деятельность полностью, еще инструменты. Вот если у нас материалы для рисования, у нас материалы для лепки худо-бедно в наших центрах искусства есть, то инструментов у нас там практически нет. Если есть ножницы, ножницы есть в старших возрастных группах, да, но то, что связано с дыроколами, со степлерами, степлеры очень любят дети, поэтому возьмите, рассмотрите безопасные степлеры, это будет замечательно. Ну и наш любимый скотч. Из скотча можно сделать все, что угодно. Поэтому если вы как бы в этом направлении пройдете, то из скотча, почему дети очень любят скотч? Потому что из него можно очень быстро создать, при помощи него, прошу прощения, очень быстро создать какую-то объемную конструкцию из любых коробок, из любых предметов. Но тогда и ножницы должны быть такие, которые будут резать скотч. Вот задумайтесь об этом, да? Поэтому вот такие, видите, вот это все как бы, если даже это вы внесете, хоть с одного центра вы начнете преобразование, то есть насыщение, но для ребенка это нужно, важно. В любой момент я имею свободный доступ к широкому перечню материалов, хотя бы таких, которые здесь будут. Имею возможность действовать с этими материалами где-то рядышком. Если я буду что-то создавать объемное, то как минимум пол-стол, но он будет в моем распоряжении, подоконник, да? И где-то потом еще это свое произведение искусства где-то использовать в своей игре. Потому что обычно объемные конструкции, они используются в игре детьми. Плоскостные не всегда. И где-то место для размещения вот всей той красоты, которую создал ребенок. Поэтому вот, дорогие коллеги, все. Вот по искусству как бы здесь все. И в качестве только примера старайтесь отходить, пожалуйста. Я не знаю, когда у нас, конечно, это получится. Это тоже разговор не, может быть, 1 минуты. Но старайтесь отходить от однообразных работ детей. Все красиво, все замечательно, все хорошо, одуванчики прекрасные, снеговики замечательные, да? Кто у нас там, я не знаю, цветочки изумительные, но это ваша идея, это не идея ребенка. Это у вас там было где-то написано тема, программа или еще что-то. Вы замысел ребенка, чтобы он имел возможность воплотить его, неважно, в совместной деятельности, самостоятельно, в организованной деятельности, это его собственный замысел. Наша задача только создать условия для того, чтобы он мог его реализовать. Если условия только оборудование, материалы, взрослый не нужен, потому что ребенок сам владеет, замечательно. Если и я здесь нужен, как взрослый, чтобы помочь, будем думать, как это делать. И вот более того, опять же, возвращаясь к новым санитарным нормам и правилам, которые у нас есть на сегодняшний день, это очень хорошо, дорогие коллеги, знаете в чем? В том, что у нас сейчас там не закреплена непосредственно образовательная деятельность. И то, на что многие из вас раньше ссылались, там, составляя расписание занятий, да, кто-то еще более усердствовал, составляя другие документы, ссылались на санитарные нормы и правила. Сейчас там этого нет.
Поэтому тот, вот как у нас прописано в федеральном стандарте, в структуре образовательной программы, да, о том, что у нас должен быть распорядок дня, либо режим дня, что значительное место должно отводиться игре, вот как сделает детский сад, как внесет в образовательную программу распорядок дня, так и будет. Поэтому даже санитарные нормы и правила, они отказались именно от регламентированной образовательной деятельности. Поэтому почему вам и говорю, что если будет у вас желание, мы можем сделать отдельную встречу только по разбору санитарных норм и правил. Это я пока вам говорю то, что мы увидели и мы услышали, и мы понимаем, что есть в санитарных нормах и правилах. Двигаемся дальше, поэтому все вот те вопросы, если я сейчас начну отвечать, мы просто уйдем совсем в другое направление. Почитайте санитарные нормы и правила. Будет желание, дайте знать, соберемся, также в формате онлайн. Здесь вот на экране вы видите рисунок, это как раз тоже один из наших детских садов в Республике Коми. И вот вы можете посмотреть, какие названия, наименования дают рисункам своим рисункам дети. Вот никогда бы невозможно было подумать, но вот здесь вы прекрасно видите. И названия такие очень интересные. «Здоровенное море». Или, например, «Кошка для мамы». Вот, поэтому мы говорим, что если у ребенка есть свой замысел, то иногда взрослые замыслы, они просто мешают реализоваться. Ну и та таблица с критериями, это только по этому центру я вам даю, а таких таблиц можно очень много увидеть и проанализировать. Здесь как раз вот те критерии, о которых мы с вами уже сказали. И также можно отмечать, использую я это, часто использую. И как только я вижу, что у меня есть дефицит, то есть либо редко, либо вообще никогда, значит, я думаю, как это изменить. И вы увидите, что как только вы подумаете, обговорите, как только вы этот кейс решите со своими коллегами, у вас все будет иначе. Дальше. То, что необходимо, чтобы должно быть в группе для занятий детьми музыкой и движениями. То есть мы почему создаем такое количество оборудования? Для того, чтобы дети могли выбрать ту деятельность, которая соответствует их настроению, пониманию, мироощущению, да, их желанию на сегодняшний день. По музыке тоже все очень просто. Вот честно вам скажу. Должны быть инструменты музыкальные. Критерий один. Музыкальных инструментов должно быть столько разных, причем разных. Не деревянные ложки, там 12-15 штук, да, а именно разных музыкальных инструментов, чтобы как минимум половина группы детей, вот сколько вы их знаете, сколько у вас есть, а лучше вся группа, если у них будет желание, могли здесь и сейчас сделать импровизированный оркестр, используя те музыкальные инструменты, которые есть. Это первый момент. И второй момент, должен быть реквизит для танцев, чтобы можно было и ленточки, и платочки, и, возможно, какая-то, может быть, то, что поможет мне создать образ. И, соответственно, где у нас это все хранится, тоже надо подумать. И центр для хранения таких музыкальных инструментов, вот вы здесь как вариант видите. И более того скажу, если у вас есть магнитофоны, музыкальные центры, диски, записи, не знаю, ну, все, что связано с музыкой, то с 4 лет рассмотрите, пожалуйста, возможность использования этого оборудования самостоятельно детьми в своей деятельности. То есть если есть музыкальный центр, значит, можно предусмотреть, чтобы ребенок по своему желанию включил этот музыкальный центр и, например, начал танцевать. Вот я сейчас сказала очень, может быть, непонятные вещи, и сразу вы продумываете, ага, тогда что для этого должно быть у меня? Если вся группа детей, один рисует, один там лепит, второй конструирует, третьим там что-то там решает, сидит, да, пишет письмо, там сочиняет, и тут вдруг громкая музыка и танец. Поэтому сразу думайте, что для этого должно быть. Может быть, наушники должны быть, да? Может быть, договоренность какая-то должна быть, не знаю. Это здесь надо думать. Но вот суть, она как раз заключается в том, чтобы... Ну и мы уже близимся к завершению. То, что связано у нас с кубиками. Вот это все очень важно для ребенка. И я думаю, что, знаете, музыкальные инструменты, иногда у нас много музыкальных руководителей, которые делают музыкальные инструменты из подручных вещей. Там трубочка, горошек, да, и вот они уже, у них уже какие-то шуршащие, звучащие предметы. Палочки, там, например, я не знаю, какая-то посуда элементарная, и можно уже барабанную дробь делать. То есть здесь это все, вы поймите, если музыка, то чем можно ее сопровождать, да, то есть как можно создать музыку.
Ну, это я вам подсказываю, а идей очень может быть много. То, что связано с кубиками, дорогие коллеги, про кубики я уже говорила много сегодня, но тем не менее, разновидности кубиков какие должны быть в каждой группе, начиная с групп раннего возраста. Цельные кубики – это понятно. Они деревянные могут быть, пластиковые. Чем младше дети, тем, конечно, лучше иметь кубики, которые тяжелые. Потому что, почему? Потяжелее, то есть не пластик, не пластмассовый. Потому что, когда ребенок строит высокую постройку, сами понимаете, чем младше ребенок, тем действия не скоординированные, да, и он случайно может задеть, и это случайно все может упасть. А для него очень важно, чтобы эта постройка была устойчивая. Вот с этих позиций смотрите, и чтобы случайно там кто-то пробегал, даже не задев ни рукой, ни ногой, ничем, а просто, вы знаете, поток ветра, ну, воздуха, вернее, прошу прощения, чтобы эти кубики, они не были смесены. Поэтому вот с этих позиций, пожалуйста, смотрите с уважением к тому, что делают дети. И здесь один очень важный момент. Если мы говорим о кубиках, кубики – это предметы, это могут быть кубики, цилиндры, призмы. Но вот если мы говорим о кубиках, у них длина стороны должна быть не менее 10 сантиметров. Ну вот посмотрите, пожалуйста, потому что в основном у нас маленькие пластиковые, пластмассовые, да, 5 сантиметров, деревянные кубички маленькие. У нас таких много. И иногда с воспитателем разговариваешь, он говорит, да у нас есть кубики, посмотрите, целый набор. Хорошо, можно из таких кубиков построить постройку выше себя? Все, просто подумайте. Вот как только вы отвечаете, что нет, зачем тогда это детям? Это все связано с мелкой моторикой. Вот эти маленькие кубики, это все мелкая моторика, туда относите. А вот то, что связано именно со строительством и с том, что, с чего можно конструировать, это немножечко другое. Дальше большие полые кубики, ну тут в основном у нас картонные, коробки в основном преобладают, да. Ну и самодельные кубики, это различные контейнеры, различные коробки, которых можно приносить. Сейчас такие красивые коробки есть в магазинах из-под парфюмерных средств, из-под косметических средств, что из них можно сооружать все, что угодно, склеивать, сделать при помощи скотча. Ну и, соответственно, кубики для строительства, для создания каких-то построек. Здесь еще одно очень правило важное, должны, коллеги, вы соблюдать. Кто построил, тот и разбирает. Вот это правило у нас, к сожалению, не работает. Поэтому если дети строят и разбирает потом младший воспитатель, либо воспитатель, старайтесь, пожалуйста, отказываться от такой практики. Кто построил, тот и разбирает по своему желанию, по своему усмотрению. И постройки должны расстраиваться по горизонтали, по вертикали, по диагонали, как хотите. Для этого нужно место, время, чтобы никто не трогал. А там уже внутри у себя, пожалуйста, решайте, что для этого нужно сделать. Вот для ребенка это важно, да? Это важно, это нужно, а что для этого можно сделать? Ну и, соответственно, разные приспособления, которые позволят обыграть поделку, обыграть постройку. Вот здесь тоже вы видите фотографии, сейчас пошли уже как иллюстрации, да, то есть что может быть кубиками, что может быть различными приспособлениями для строительства. И вот здесь вы как раз видите постройку, которая выше роста детей. Но здесь тоже в качестве примера это можно делать из коробок, это тоже пусть будут у нас кубики, да, из вот таких вот вариантов, как плашки специальные, деревянные плашечки, из них тоже можно строить. Понятно, что не малышам. Малыши с такими постройками не справятся. Но для них все должно быть очень устойчиво, причем для детей раннего, в том числе возраста. И вы будете очень удивлены, если мы все это дадим детям в свободный доступ, что какие могут интересные вещи сделать дети. Но здесь вот маленький пример, как разные коробки превращаются в какое-то изделие при помощи скотча. Это вот такие конструкторские, это инженерия, это как раз то, что связано с развитием инженерного мышления, изобретательского мышления. Это все вот к конструированию, дорогие коллеги. Это все сюда, и иногда специальное оборудование нам и не нужно. Ну и здесь тоже такой пример у нас, связанный уже тоже еще с одним нашим детским садом, инновационной площадкой. Здесь вот такие деревянные речки, из которых тоже можно конструировать. И причем деревянные речки, которые сделаны, разукрашены самими детьми, и вот вы видите, как они действуют с ними. Из них тоже можно что-то тихонечко конструировать. Это вот все, что связано с кубиками, с конструированием. Ну и как можно действовать на улице. Тоже такие своего рода кубики, из которых строятся целые башни.
это кубики, это китайские дети, но тем не менее наши детские сады, которые пошли по этому направлению, они тоже как бы этим занимаются. Ну и, дорогие коллеги, еще немножечко вашего внимания. Значит, что еще очень хорошо для ребенка? Для ребенка очень хорошо, если будет песок и вода. Удивлены, но это так. И желательно в группе, и желательно всегда, желательно в свободном доступе. Вода, я думаю, что вы понимаете, какая, песок сухой. Потому что сырой песок, из него можно лепить, из него можно там кинетический песок тоже можно, из него можно что-то конструировать, ну, создавая какие-то постройки. А сухой песок, он как раз для пересыпания, для закапывания, да, то есть для каких-то таких действий, которые умиротворяют детей. Поэтому песка и воды должно быть много. Это не песочные наши столы с очень тонким слоем песочка. Это не то, это не о том. Песка должно быть столько, чтобы можно было зарываться, чтобы можно было брать много, его пересыпать, переливать, в зависимости от возраста детей. Потому что для детей раннего возраста много, для детей подготовительной группы, я думаю, что вещи это разные, да? Понимаете? И, соответственно, воды столько же. Это важно, нужно, поэтому подумайте, где это можно сделать, как это можно сделать, памятуя о том, что данный центр интересов должен быть очень удобно обустроен, должен просматриваться воспитателем, поэтому где и как можно это делать. И если вы чувствуете и видите, что ваши дети, особенно старше, часто и много закрываются в гигиенической комнате, потому что они играют с водой, сразу знайте, что надо делать центр воды. Поэтому и они сами вам подсказывают, что нужно, а мы их за это ругаем. Мы говорим, что нельзя закрываться, да, потому что там, потому. Они просто не хотят нашего вмешательства. В общем, посмотрите. Ну и кроме центра воды и песка, как мы уже с вами говорили, должно быть много разнообразных игрушек для игр с водой и с песком. Очень много. Разных, всевозможных, из всевозможных материалов. Ну и еще один такой момент, когда есть центры, любые центры, вот я немножечко только затрону эту линию, здесь обязательно надо обговаривать с детьми правила пользования тем, что есть в этом центре. И вот здесь вы видите, как раз вам просто пример приведен. Если есть центр песка и воды, вот как вы видите здесь, то есть определенные правила, которые выводятся только детьми этой группы. Они не могут быть покупными, они не могут быть нарисованные взрослыми, только вы и дети. Для того, чтобы играть с песком и водой, что нужно? Надеть фартучек, да, и ребенок тогда, когда ребенок установил свое правило, он очень хорошо его соблюдает. И когда они договорились друг с другом. Дальше что еще? Ну, пока вот здесь правило только одно. Играть только в фартуке. Это правило установили вот эти маленькие дети. Поэтому у вас будут другие правила, у вас будет много всего интересного. И тогда, когда вы пойдете по этому пути, вы увидите, насколько среда вам будет помогать организовывать жизнедеятельность интересную детей. Потому что все будет в среде, если вы создадите вот то, о чем мы с вами говорим. Это не простой процесс, дорогие коллеги. Он сложный, но он очень важный и нужный на сегодняшний день. Ну и ролевая игра. Значит, что должно быть для ролевой игры? Ролевая игра – это именно, видите, подразделение, ролевая игра, потому что все остальное, кубики, песок, вода, там, искусство, да, и так далее, это все входит в понятие «свободная игра детей». И в ней есть еще и ролевая игра. Это когда ребенок берет на себя определенные роли. И вот давайте посмотрим. Тоже нет сейчас ни в одном современной книге по дошкольному образованию после 2016 года вышедшей, вы нигде не увидите, что должно быть, например, для игр в том или ином возрасте. Ну, такого перечня, как у нас было раньше. Это только, может быть, какие-то компании, преследуя свои бизнес-цели и коммерческие цели, они могут прям прописывать. Но, по сути, так не должно быть. Поэтому вот здесь что должно быть для ролевой игры в любом возрасте, в любой возрастной группе? Во-первых, реквизит, я бы так сказала, для ведения домашнего хозяйства. То есть это у нас в основном кухня, многие покупают готовые кухни там с плитами, со всем остальным. Вот подумайте о целесообразности этого оборудования. Нужно ли это в группе? Может быть, это не нужно? Подумайте, посмотрите. Дальше. Это реквизиты для выполнения различных работ, строительство, там, магазин, да, там, тушение, пожар и так далее, гаражи. И опять же здесь
готовые игрушки. Вспомните наш разговор. Стоит ли тратить столько денег? И я видела один вопрос, связанный с финансами. Стоит ли тратить столько денег на приобретение готовых игрушек, если мы можем заменить их полифункциональными материалами? Подумайте. Мы не призываем, абсолютно, но просто подумайте. То, что связано, опять же, реквизиты с развитием фантазии и с отдыхом. Вот эти реквизиты, они должны быть в любой возрастной группе. Будут ли они использованы детьми, как пойдет развиваться сюжет, это вам уже время покажет. И еще как бы здесь очень такой важный момент, должно быть очень много одежды для переодевания, чтобы дети могли как бы в разные роли входить. Где она будет у вас храниться, тоже решайте сами. Это может быть сундук, это может быть целая гардеробная, красиво развешенная, да? Это может быть просто вешалочка, где будет у вас храниться на плечиках одежда. Ну и вот как, опять же, по опыту экспертной деятельности мы всегда смотрели, очень просто. Хотя бы по 3 вида мужской одежды, то есть той одежды, которая принадлежит именно мужчинам, 3 вида женской одежды и 3 вида той одежды, которую могут носить и мужчины, и женщины. Все. Вот хотя бы такая одежда должна быть для переодевания. Вот на этом атрибутика в центре для ролевой игры. Еще раз, да, это реквизиты для ведения домашнего хозяйства, для выполнения разных функций, для отдыха, для фантазии и одежда для переодевания. Все. А там уже что будет у вас, это все зависит от интересов, потребностей, жизни вашей группы и то, что происходит в ней. Но здесь вы видите примеры полифункциональных материалов, которые могут очень хорошо служить для игровой деятельности. Но здесь просто вы видите пример, как вот оставлена игра, как она разворачивается и, соответственно, какое оборудование нужно для нее. Поэтому посмотрите, чтобы игра жила, для этого должно быть место, пространство и именно полифункциональный материал. Ну и для природы, для того, чтобы дети могли знакомиться с объектами природы и науки, что у нас должно быть обязательно в группе? Коллекция разных природных объектов, ну, какие разные причем, да, то есть если, например, коллекция, это подразумевает то, что природные объекты, но разновидности данных природных объектов, например, камни или ракушки. Вот ракушки у нас очень любят. Но ракушки могут быть речные, ракушки могут быть морские, ракушки могут быть из океана, да, и так далее, и так далее. Если, например, это у вас шишки, то шишки тоже, вот чем больше разновидностей, там еловые, допустим, там от кедра, от сосны, там шишечки, допустим, еще чего-то и так далее. Вот посмотрите, вот это и есть коллекция. То есть чем больше разновидностей присутствует у вас, тем лучше. Дальше живые существа, которые могут быть в группе, и комнатные растения, и, например, те существа, за которыми можно ухаживать, потому что как ухаживать детям легче понимать, когда есть живые существа. И опять возвращаясь к нашим санитарным нормам и правилам новым, которые у нас будут действовать уже действуют, прошу прощения, с 2021 года, у нас нет запретов на введение живых существ, комнатных растений в группах для детей дошкольного возраста. Дальше. Что еще, с чем могут действовать дети? Это книги, игры или игрушки, которые связаны с природой. Ну и, соответственно, различные приспособления, которые помогут эти объекты неживой природы исследовать. Там различные увеличительные стекла, микроскопы, да, магниты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это вот получается у нас все, что необходимо для занятий природой и наукой. Ну и теперь математика. Математика. Для математики у нас, вот вы видите, какие должны быть и могут быть материалы в группе. Здесь просто разновидности их даны. И, соответственно, если даны эти разновидности, то здесь уже надо просто подумать, как это можно использовать, потому что это и магнитные цифры, которые могут быть у нас везде на просторах нашей группы, это и различные линейки, это и домино, это и шахматы, где-то и шашки, да, это и различные, возможно, у нас весы, разные причем, ну и так далее, и так далее. Поэтому то, что связано с математическими различными играми. Здесь посмотрите, чем пользуются ваши дети, чем они не пользуются. И то, что можно оставлять и нужно оставлять в группе. Но здесь показан вам пример, что, в принципе, вся математика, она в жизни.
Вот я бы, наверное, так вам сказала. Поэтому посмотрите. Если чем есть измерять ведь можно не только линейкой, да, измерять можно условной меркой определенной. Поэтому посмотрите, вот чем живете. Но для ребенка это важно, показать, что все, что вокруг нас, имеет свою определенную форму, имеет свой определенный объем, имеет свою определенную величину, ну и так далее, так далее. Да? Ну и последний момент, дорогие коллеги, по поводу технических средств. Опять же, если вы имеете технические средства, это может быть интерактивная доска, это может быть телевизор, это может быть планшет, это может быть, да хоть что у вас будет в группе. Дорогие коллеги, здесь один очень простой критерий. Если у вас есть это в группе, то этим предметом должны пользоваться дети. Если вы даете в свободный доступ пользоваться детям интерактивной доской, в свободном доступе, то есть как занятие, которое самостоятельно выбирается детьми, то тогда вы оставляете интерактивную доску. А если вы ее используете в день 10-15 минут сами, ну, при организации любой деятельности, то тогда смысл ее нахождения в предметной среде. Подумайте, пожалуйста, об этом. Хорошо? Так, можно сделать ведь один кинозал где-нибудь и туда ходить в спальню, например, у вас. Ну, подумайте. Поэтому и в новых санитарных нормах и правилах сейчас указано, что детям до 5 лет нежелательно использование любых технических средств, особенно это связано с компьютерами, при организации деятельности. Поэтому вот такие моменты. Но еще раз мы обратимся к тем показателям по шкалам Эккерс, да, которые у нас были с 2016 по 2018 год. И вы видите, что все, в принципе, у нас показатели, они как раз ниже 3,5 баллов. То есть то, что нужно для ребенка, ну вот на тот момент этого было недостаточно в наших детских садах. Поэтому очень надеемся, что это произойдет. И один критерий, который мы с вами не рассмотрели, и здесь я его не стала вам озвучивать, который у нас вообще тогда вызвал самое большое недоумение, потому что мы всегда считали, что у нас с этим все в порядке. Это именно то, что вся среда, везде вот то, что у нас есть для разных видов активностей, где-то там обязательно все материалы, все оборудование, они должны способствовать формированию у детей принятия многообразия. То есть что не только так может быть в этом мире, да, а может быть много разных вариантов. То есть если, например, человек, если это кукла, которая является прообразом человека, это не обязательно кукла только допустим, со светлым цветом кожи. Это именно может быть и совсем кукла другой расы, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот об этих вещах мы тоже задумались. Ну и, дорогие коллеги, еще раз в завершении уже нашей с вами встречи, значит, смотрите, вот еще раз возвращаемся к рецепту развивающей среды. Еще раз посмотрите, пожалуйста, на этот рецепт. И, конечно, мы будем очень рады, если какие-то идеи вам оказались созвучными, и что-то вы возьмете для себя на вооружение. И мы готовы встречаться и в рамках обучающих наших курсов, у нас очень много обучающих курсов, и в рамках индивидуальных встреч, и в рамках экспертной деятельности. Мы готовы выходить как эксперты, анализировать, помогать, выявлять, где есть дефициты, чтобы было преобразование среды. Поэтому, дорогие коллеги, спасибо всем огромное за внимание. Понимаю, что нужна обратная связь, но обратная связь всегда нужна только с конкретным детским садом, с конкретным каким-то учреждением, потому что всегда примеры очень и очень разные, дорогие коллеги. И, соответственно, вот вы видите на экране наши встречи, которые будут продолжаться. И, конечно, если мы с вами поговорили про преобразование среды, то следующая наша тема, она как раз будет встреча, я прошу прощения, она будет в феврале, и она будет связана именно с организацией свободной игры детей вот в такой преобразованной среде. И я уже сразу приглашаю к разговору наши инновационные площадки, потому что там мы будем рассматривать интересный опыт организации именно свободной игры детей. Ну, посмотрим, подумаем, может быть, кого-то интересного из профессионального сообщества, я имею в виду ученых, мы их пригласим к такому профессиональному разговору. Поэтому, дорогие коллеги, еще раз огромное вам спасибо. Мы очень рады всегда, что такой интерес у профессионального сообщества к этим встречам есть. Мы рады
ответить на любые ваши вопросы, но, наверное, уже за пределами этой встречи. И мне бы хотелось просто, чтобы вы немножечко подумали, поразмышляли, вернулись в свои группы, посмотрели. И, конечно, я обязательно почитаю все, что вы писали здесь у нас при встрече. Ну и еще раз с праздником, еще раз с прекрасным 25 января и, соответственно, до новых встреч. Все. Всем большие приветы в самые разные уголки нашей республики, в Воркуту, в Усинск, в Инту, в Сыктывкар наш прекрасный. У нас сегодня отличная теплая погода. В Усть-Цильму, в Сысолу, в Сосногорск, в Троицко-Печорский район, в Карткировский, в Прилузский районы. Если у нас коллеги есть из-за пределов Республики Коми, я знаю, что и Новороссийск у нас был, и Ставропольский край был, Иркутск был. Поэтому если вы до сих пор с нами, то от всей нашей Республики Коми пламенный вам большой привет. И я думаю, что мы будем продолжать преобразование среды, потому что те, кто пошли по этому пути, наши детские сады, они уже явно видят, что это действительно так, и что даже при нехватке человеческих ресурсов среда у нас действительно выступает как третий педагог. Всего доброго, уважаемые коллеги. До свидания. До встречи 19 февраля. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всем большое спасибо.